том, что такой-то правовой час состоится в Национальной библиотеке. Если вы на сайт прокуратуры республики зайдете, то есть вы всегда можете это отслеживать, имейте в виду. Вот. Во втором полугодии мы также планируем продолжить эту работу по именно встречам с населением, где, опять же, будем на определенные темы абсолютно на безвозмездной основе стараться вам разъяснять законодательство, которое вас, конечно же, волнует и интересует. Тема сегодняшнего мероприятия посвящена вопросам социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья. Тема довольно-таки актуальная, к сожалению, для определенных категорий граждан. Мы сразу хотим сказать, что органам прокуратуры республики были проведены сейчас проверки у нас по всей республике, соблюдение прав как раз-таки детей-инвалидов. Вот. Но, к сожалению, имеет место и нарушение их прав. Об этом мы более подробно вам расскажем в ходе правового часа. Также мы посчитали нужным, я думаю, что это будет очень правильно, пригласили специалистов различных органов, которые так или иначе занимаются вопросами предоставления льгот, гарантий для данной категории граждан, социальных услуг и так далее. Вот. Я представлю участников сегодняшнего мероприятия. У нас участвует в мероприятии также Кузьмин Михаил Александрович, руководитель Чувашского регионального отделения, точнее аппарата Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Дело в том, что Ассоциация юристов России также занимается вопросами и правового просвещения населения, и оказания бесплатной юридической помощи гражданам, поэтому он несколько слов об этом скажет. И такие мероприятия мы проводим совместно. Также у нас сегодня принимает участие, представлю свою коллегу Савельева Алина Борисовна, старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики. Она выступит по теме, связанной с практикой прокурорского надзора за соблюдением прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Также, позвольте, я представлю представителей различных ведомств, которые занимаются вопросами, опять же, да, касающимися предоставления льгот, гарантий. Если я ударение неправильно буду говорить, мне, если что, поправляйте, пожалуйста. У нас сегодня принимает участие Маслова, правильно, да? Наталья Николаевна, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Минздрав соцразвития Чувашии. Она выступит по теме, связанной с лекарственным обеспечением детей-инвалидов. Также у нас принимает участие Ибрагимова Аида Хажисмаиловна, начальник отдела социальных проблем и демографической политики Минздрав соцразвития Чувашии. Тема ее выступления касается предоставления социальных услуг детям-инвалидам. У нас принимает участие Тельцова Валентина Ивановна, начальник отдела социальной поддержки инвалидов Минздрав соцразвития Чувашии. Ее тема выступления связана с организацией медицинской помощи детям-инвалидам. Также у нас принимает участие в мероприятии Соловьева Марина Александровна, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. Ее тема будет посвящена вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации детей-инвалидов. Ничего не подошла? Нет, подошла. Как она же здесь? Вот, да. У нас принимает участие также в мероприятии Никифорова Эльвира Николаевна, главный специалист группы санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан, также Фонда социального страхования. Ее тема касается вопросов обеспечения санаторно-курортным лечением детей-инвалидов. Принимает участие в мероприятии Лисицына Татьяна Николаевна, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России по Чувашской Республике. Ее тема выступления посвящена вопросам пенсионного обеспечения детей-инвалидов. Ну и коллегу я своего уже представил, Алина Борисовна Савельева, она расскажет о практике прокурорского надзора за соблюдение прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Далее будет отведено время на вопросы и ответы. И вы, конечно, сможете нам их задать, мы сами сможем на них ответить. Да, у нас также принимает участие начальник отдела Минобразования Чувашской Республики. Да, Бычков Валерий Вячеславович. Спасибо. Его выступление будет посвящено вопросам как раз-таки о предоставлении образовательных услуг указанным категориям граждан.
Емельянова. Хорошо. Отлично. Емельянова. И Жутов. Александр Вячеславович. Вот. Вот так мы хотим построить работу. Если будут вопросы, конечно же, возможности задать вопросы у вас будут. Сейчас я хочу несколько слов буквально предоставить Михаилу Александровичу Кузьмину, региональное отделение Ассоциации юристов России. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сегодня у нас правовой час, и я представляю Ассоциацию юристов России. Организация достаточно известна, и наша основная цель – это, конечно, правовое просвещение, правовое информирование населения, чем мы, в принципе, очень плотно занимаемся. И я очень рад, что наше сегодняшнее мероприятие тоже посвящено как раз правовому просвещению граждан. Мы проводим правовые часы по наиболее таким важным, острым вопросам. И Альберт Иванович напомнил, что мы буквально недавно проводили по вопросам трудовых отношений, вопросы оплаты труда, вопросы ЖКХ, жилищные вопросы и по вопросам защиты прав инвалидов, взрослого населения. Сегодня вот мы рассматриваем вопрос социальной защиты детей с ограниченной возможностью здоровья. Я думаю, что такие мероприятия на самом деле очень нужны, полезны, и наша работа, еще раз говорю о том, что действительно это вот, востребовано. По прошлому году, например, мы провели порядка 16 разных мероприятий, таких крупных, правовых часов, правовых встреч, высаживались, можно сказать, такие правовые десанты, как сегодня вы видите, у нас представители из разных организаций, разных государственных структур, чтобы действительно можно было максимально квалифицированно дать консультации, максимально широко проинформировать граждан о их правах, о способах их защиты, чтобы меньше было нарушений и чтобы действительно люди чувствовали себя комфортно, увереннее. В прошлом году мы проконсультировали бесплатно порядка 3000 граждан. Я думаю, что эта цифра о чем-то говорит, действительно, и я хотел поблагодарить за то, что наша организация очень плотно взаимодействует с прокуратурой Республики, с министерствами, ведомствами, и сегодня присутствуют у нас различные как раз организации, которые здесь будут рассказывать, просвещать граждан. Кроме того, сегодня у нас встреча такая двухформатная, это традиционно, у нас будет сейчас правовой час, будут выступления коллег, и мы всегда вас ждем. У нас сегодня консультация юристов, бесплатная юридическая помощь будет оказываться с 3 часов. У нас сегодня будут по вопросам нотариата и социальной помощи по социальным вопросам. То есть можно будет индивидуально проконсультироваться непосредственно в ходе правового часа и после него. Мы активно также занимаемся подготовкой разных брошюр, буклетов, в том числе совместно с другими учреждениями. В том числе вам сегодня раздадим такую брошюру про права граждан, где можно будет тоже для себя что-то такое полезное подчеркнуть и использовать, где-то что-то куда-то обратиться, позвонить. Я думаю, тоже это будет такой полезный информационно-правовой такой материал. Поэтому мы всегда вас ждем и благодарю то, что вы сегодня пришли, несмотря на аномальную жару. Спасибо Национальной библиотеке за то, что они нам создали такие прекрасные условия для работы. Поэтому желаем всем нам удачи и плодотворной работы. У нас сегодня, Альберт Иванович, прямая трансляция, да? Да. Онлайн-трансляция, чтобы вы знали, что у нас в режиме интернета прямая трансляция. То есть сейчас то, что у нас происходит на мероприятии, все записывается в сети YouTube, потом можно в режиме записи тоже посмотреть тем, кто, соответственно, не мог прийти сегодня на мероприятие. Я предоставлю тогда слово, спасибо большое, Михаил Александрович, я тогда предоставлю слово уже выступающим непосредственно. Еще раз Маслова Наталья Николаевна, начальник отдела материального ресурсного обеспечения Минздравства Саратовской Чувашской Республики.
Тема выступления – лекарственное обеспечение детей-инвалидов. Спасибо. Да, можно. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые граждане. Мое выступление вкратце хочу посвятить, значит, в первую очередь обсуждаемой проблеме лекарственного обеспечения детей-инвалидов в Чувашской Республике. Гарантия государства, гарантия российского государства по бесплатному лекарственному обеспечению детей-инвалидов реализуется посредством двух нормативных актов в Российской Федерации. Первый и основополагающий – это закон, федеральный закон от 17 июля 1999 года 178 о государственной социальной помощи, согласно которому дети, признанные в установленном порядке инвалидами, имеющие право на набор социальных услуг в текущем году, обеспечиваются лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и лечебными продуктами питания бесплатно на основании перечня лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, которые утверждаются распоряжением правительства Российской Федерации. В настоящее время действует последняя редакция, указанный перечень, подписанный Дмитрием Анатольевичем Медведевым, утвержденный распоряжением 2782-Р от 30 декабря 2014 года. Перечень изделий медицинского назначения, отпускаемых бесплатно, и продуктов лечебного питания, к сожалению, не претерпевал изменений с 2007 года и утвержден приказом этого же года, простите, дату не помню, номер 1 Минздравсоцразвития Российской Федерации. Кроме того, дети-инвалиды имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение в рамках программы государственной гарантии оказания гражданам Чувашской Республики бесплатной медицинской помощи. А именно в основу указанного права легло стародревнее постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 года, номер 890, которое утверждает, имеет два приложения. В первом приложении указаны категории граждан и категории заболеваний, при наличии которых граждане обеспечиваются лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения бесплатно, во втором приложении с 50% скидкой. В рамках программы госгарантий также утвержден перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые предоставляются указанной категории граждан при наличии такого права на такую льготу бесплатно. Основное лекарственное обеспечение детей-инвалидов осуществляется в рамках федеральной льготы. Федеральная льгота, вернусь, это 178-й федеральный закон о государственной социальной помощи, значит, предусматривает наличие регистра соответствующего льготных категорий граждан, который ведет Пенсионный фонд Российской Федерации, Управление по Чувашской Республике. Вот, по состоянию на 31 декабря 2014 года в регистре Пенсионного фонда состояло 2319 детей-инвалидов. За лекарственной помощью в 2014 году обратилось примерно 43%, или 991 человек. Лекарственная помощь была оказана в общем на сумму 15,8 миллионов рублей по бесплатным рецептам. Так, это по 178 ФЗ. В случае, если, допустим, в указанном, утвержденном правительством Российской Федерации перечне препаратов, которые подлежат отпуску по бесплатным рецептам, какой-то препарат отсутствует, ребенок-инвалид имеет право на обеспечение в рамках региональной льготы, то есть постановление номер 890, что и очень успешно у нас в республике реализуется. В частности, в прошлом году у нас по региональной льготе инвалидам было отпущено лекарственных препаратов на сумму 9 миллионов рублей. Обслужено было 137 человек. Обслуживаются они с периодичностью ежемесячно, поскольку срок действия льготного рецепта, как правило, 1 месяц, но некоторым категориям граждан, прописанным в законодательстве российском, срок действия рецепта может быть установлен до 3 месяцев.
и количество выписанного в одном рецепте препарата также может быть увеличено до 3 месяцев. Дети-инвалиды как раз относятся к такой категории граждан. Еще хочется остановиться на информированности пациентов в плане полагающихся льгот, и очень часто задают вопросы на горячую линию Минздравсоцразвития Чувашской Республики о том, где можно ознакомиться со своими правами, как выстраивается система льготного лекарственного обеспечения в данном конкретном лечебном учреждении, кому обратиться в случае, если лечащий доктор первичного звена не слышит пациента, и какие документы, допустим, при себе нужно иметь, когда человек приходит первый раз с назначенной ему льготой. Вот. Правительство Российской Федерации поручило Министерству здравоохранения разработать информационный материал, что должно быть донесено на местах до соответствующей категории льготников в каждом лечебном учреждении, оказывающей первичную медицинскую помощь в амбулаторном звене. Поэтому в каждом лечебном учреждении, которое у нас обслуживает детей-инвалидов, а их у нас 46 лечебных учреждений, где-то в доступном месте, как правило, на первом этаже, находится информационный стенд, на котором указано, первое, что самое значимое, кто в данном лечебном учреждении отвечает за льготное лекарственное обеспечение. Как правило, это человек не ниже уровня заместителя главного врача по поликлинике или начальника медицинской службы. Вот. Дальше, часы работы, часы приема граждан. Обязательно этого человека, и контактный телефон. То есть если, допустим, возникло взаимопонимание какое-то на приеме у участкового врача, вы всегда имеете право, не выходя из стен лечебного учреждения, значит, получить аудиенцию у ответственного лица и уже из более компетентных, как говорится, источников получить разъяснение по своему возникшему вопросу. Кроме того, на информационных стендах располагается информация о перечне документов, которые необходимо предоставлять в лечебное учреждение, когда пациент впервые после назначения льготы обращается в лечебное учреждение за назначением лекарственных препаратов. Обязательно на стенде указана информация о прикрепленном аптечной организации, в которой лечебное учреждение, рецепты лечебного учреждения, которые отоваривает рецепты данного лечебного учреждения. Аптечных организаций или пунктов отпуска у нас всего по Чувашской Республике 70. Как правило, это аптеки ГУП Чувашской Республики, фармация. Но хочется отметить, что пациент по своему рецепту может отоварить лекарственный препарат в любой аптеке города, если по обращению в свою прикрепленную аптеку препарат на момент обращения отсутствовал. Вот основные моменты, я думаю, по информированности граждан в лечебном учреждении. Кроме того, работает в пятидневном режиме с 8 до 5 горячей линии Министерства здравоохранения по льготному лекарственному обеспечению. Телефон 26 00 19. Каждый звонок обслужен оператором. Если оператор не готов ответить сразу, обращение записывается, оператор перезванивает пациенту после выяснения обстоятельств дела. Основные вопросы, которые решают горячие линии, это невыписывание рецепта, в случае, если это действительно показано на момент обращения к гражданину, отсутствие препарата в прикрепленной аптеке. Значит, помогает горячая линия найти препарат, соответственно, в какой-то близлежащей аптеке, к которой удобно было бы подъехать гражданину, и договаривается о том, что этот гражданин подъедет туда и отоварит свой рецепт. Вот, собственно, все. Но еще хотелось бы сказать, что гражданин при обращении в аптеку, если, допустим, препарат отсутствует на момент обращения, он по законодательству оставляет свой рецепт на так называемое отсроченное обеспечение. Рецепт заносится в определенный журнал, данные этого пациента вносятся в этот журнал, контактные телефоны записываются. В течение 10 рабочих дней препарат перенаправляется в эту аптечную организацию, пациент оповещается, его приглашают за лекарственным препаратом и в дальнейшем уже выдают этот препарат и оформляют рецепт соответствующим образом. Основные моменты у меня вот все. Есть вопросы по лекарственному обеспечению детей с ограниченной возможностью здоровья, пожалуйста. Я сам, как
Сейчас, секундочку, вам микрофон подадут, чтобы было видно, слышно. Работает? Раз. Так. Вот, я инвалид второй группы с детства. Мне положен препарат, который называется ботокс. То есть делаю инъекции в соответствии с назначением врача. В общем, я лечился в Москве в Институте травматологии и ортопедии имени Приорова. По показаниям мне положен этот ботокс. Я хотел спросить, каково сейчас, есть этот препарат в наличии или нету? Потому что вот уже 3-й месяц я его не могу получить. Это аптека, городская клиническая больница номер 1 по тракторостроителей. Все, у меня больше вопросов нет пока. У меня тоже к вам несколько вопросов. Со своим назначением из федеральной клиники вы уже в свою больницу, я так полагаю, представили все документы? Да. Доктор вам назначил этот препарат здесь? Да. То есть и я консультировался в республиканской больнице, там главный невролог, по-моему. Да. Вот, она выписывала. То есть я никак не могу понять, он есть или нет в его наличии. Давайте говорить таким образом. Лекарственные препараты назначаются у нас по международному непатентованному наименованию. В вашем случае это не ботокс, а ботулинический токсин гемоагглютинин комплекс типа А. Правильно? Вот. И он существует у нас в регистре лекарственных препаратов в 3 дозировках. 100 единиц, 300 единиц и 500 единиц. Выпускается он в Российской Федерации разрешены к обращению 3 торговых наименований этого препарата, а именно Ксиамин, Диспорт и, собственно, ботокс. Если мы говорим о назначении именно ботокса, то это идет назначение о торговом наименовании препарата. Соответственно, там усложняется немножко процедура назначения, потому что препарат по торговому наименованию должен назначаться только по решению врачебной комиссии в случае индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям. Если, допустим, у вас нет каких-то либо вот таких вот жизненных показаний или индивидуальной непереносимости, любой препарат ботулинического токсина гемоагглютинина может вам быть назначен, то, пожалуйста, у нас сейчас в наличии Диспорт по 500 единиц. Без вопросов вы его можете получить. В аптеке по городской клинической больнице номер 1? По аптеке ГКБ номер 1 я вам не отвечу. Назначение вам было сделано когда? Вообще-то мне там пожизненно. Когда впервые назначено? В прошлом году, летом. В прошлом году летом. Да. Вы в прошлом году его получали? Да. ГКБ номер 1 в аптеке, да? Да. В этом году у вас была хоть одна выписка рецептов? Один раз была, да. В начале года? В начале года, да. И Мгм. в аптеках почему-то вот на данный момент, когда я обращался, там этого не было. В общем, объясню ситуацию, как у нас происходят заявки, как собираются заявки на лекарственные препараты для обеспечения льготных категорий граждан. Всех, не только детей-инвалидов, вообще всех, и региональных льготников. В конце календарного года лечебные учреждения подают на персонифицированные заявки пофамильно на льготников и на препараты, которые в течение года будут им выписываться. Чтобы точно дать ответ по вашему лекарственному обеспечению, мне нужно поднять заявку, была ли заявка именно на вас, на препарат ботулинический токсин. Если не была, то, соответственно, все усложняется тем, что ввиду отсутствия заявки по какой-то причине препарат в аптеку просто в этом году не грузится. Но это легко решаемый вопрос. Дополнительная заявка подается в любое время. И как только она доходит до Министерства здравоохранения, препарат перенаправляется в вашу аптеку молниеносно, можно сказать. А сколько в среднем срок занимает от обращения до момента поставки? Если препарат есть в республике, можно в течение недели его получить. А Для если убыстрения нет? процесса мы можем даже по горячей линии решать такие вопросы. Вы говорите, рецепт у меня на руках, в моей аптеке нет препарата. Подскажите, пожалуйста, в какую аптеку я могу съездить, чтобы его получить? Оператор без вопросов по остаткам найдет вам этот препарат, позвонит в аптеку, договорится, что вы придете с рецептом ГКБ-1 в любой точке города, если будет хоть одна упаковка, вы туда поедете и отоваритесь сегодня же. Если это для вас напряженно, вы поставите рецепт на отсроченное обслуживание. Если хоть одна упаковка по республике есть, вам ее перенаправят и доставят, вызовут и отоварят рецепт. Да, хорошо, спасибо.
Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда мы перейдем к другому выступающему, с вашего позволения. У нас также присутствует еще один представитель Минздравства соцразвития Чувашии, Емельянова Нина Николаевна, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям, предоставление социальных услуг детям-инвалидам. Можете прямо сюда. Предоставление медицинских услуг.
По медицинской помощи, пожалуйста, вопросы, если есть. Пока нет, спасибо. Я так понимаю, что у нас, еще раз, получается, Валентина Ивановна Тельцова, она в отпуске, да? Ее заменяет Александр Вячеславович. Правильно? Да-да-да, спасибо. Это тоже начальник отдела Минздрав соцразвития Чувашии по вопросам социальных услуг. Я правильно понимаю? По вопросу доступной среды. Прошу прощения. По вопросу доступной среды. Обеспечение доступной среды для лиц с ограниченной возможностью здоровья. Спасибо. Да, можно сказать, можно, конечно.
Совместно с общественными организациями инвалидов проводить мониторинг доступности существующих объектов приоритетных сфер. Вот. И обеспечивают оборот нежилых помещений, занимаемых инвалидами по разговорам социального найма. Специальные средства и приспособления в соответствии с этим федеральным программой. Ну, помимо этого, в соответствии с постановлением 229 постановлением 229 постановлением министра Республики от 15 сентября 2005 года по вопросу министра Республики приказ номер 73 от 22 января 2013 года об утверждении перечня должностных лиц с полномочиями составляет протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5041, 5043, 913, 914, 1124 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с этим 2015 года регламенты сотрудников Министерства здравоохранения пункт составления уделения полномочий составлению протоколов административных правонарушений в сфере нарушения создания доступности деятельности инвалидов. Спасибо. А есть вопросы, наверное, по доступности? Этих вопросов, я так понимаю, немало. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я мама ребенка-инвалида, ребенку 15 лет, и у меня в связи с этим программа «Доступная среда», ну, скажем, 3 вопроса. Вы все говорите, вот доступная среда, доступная среда. У нас недоступная среда начинается сразу за дверью нашей квартиры. Ну, из подъезда выехать, ну, худо-бедно еще как-то получается, мы живем на 1-м этаже. Чтобы доехать от проспекта Мира, это на Энергозапчасти, до детской поликлиники, мы ходим обычно пешком, по дороге до поликлиники, допустим, вот, ну, как бы пересечение дорог, тротуаров, да, они оборудованы, скажем так, вот этими поребриками, да, как они называются? Но поребрики там такого угла, там даже каскадеры, допустим, навряд ли съедут, не говоря, что о ребенке-инвалиде. Даже если хорошо работает плечевой пояс, чего-то такое, там просто можно или упасть назад, или коляска клюнет вперед. Потом, значит, мы ходим в детскую поликлинику горбольницы номер 2. Поликлиника 3-уровневая. Единственное, куда мы можем попасть в этой поликлинике, это регистратура и кабинет педиатра. Сдать анализы из крови, из пальца, попасть к каким-то специалистам, это нужно подниматься или спускаться по лесенкам. По этим лесенкам, не говорю про коляску, скользит даже нормальная обувь. Ну, как бы даже ступеньки под уклон, во-первых. Во-вторых, там на этих ступеньках нету ни поручней для детей, как бы очень неудобно. За столько времени, допустим, вот как мы ходим, там ни ремонта этих ступенек не делаются, ступеньки осыпаются. А если сказать про 2-й корпус детской поликлиники, так там вообще ни о чем. Там, чтобы заехать на крылечко, это вот 2 очень неудобные ступеньки, и тут же, чтобы открыть дверь, получается, мне коляску уже надо спустить опять на землю, чтобы дверь открыть. Хотелось бы, чтобы этот вопрос как-то порешался. И еще у меня как бы доступная среда. Хотелось бы узнать, ну, как бы, что в нашем городе, допустим, вот новые стадионы, комплексы спортивные, да, планируется ли оборудовать бассейны или вот, ну, как бы все вот эти вот стадионы и комплексы спортивные для детей, ну, не только для детей, для инвалидов, колясочников и вообще, ну, как бы, чтобы нам можно было там хоть как-то заниматься. Я недавно разговаривала с директором спорткомплекса «Спартак». Значит, он мне сказал, все объекты, построенные позже 2010 года, как бы они перестройки или переделки как не подлежат. Чтобы нам пройти в бассейн с моим ребенком, там двери, косяки сделаны как в обычную ванную комнату. Там никакая коляска, ничего не проедет, если только стул проталкивать. Во-первых. Во-вторых, опять-таки нету ни пандусов, ни подъемников, чтобы подняться к бассейну. Хотелось бы узнать, вообще хоть что-то планируется, помимо вот курс реабилитации, вот 10 дней в году или там 20 дней в году, я не знаю, мы не всегда ходим, да, чтобы постоянно ребенку-инвалиду заниматься спортом. Единственное, что нам предложили, это вот поднятие штанги. У меня дочка вот как бы не особо желает штангой заниматься, она бы плаванием. Спасибо. Я прошу прощения, вот, может быть, специалиста пригласим, микрофон, кажется, у него не работает. Пожалуйста, пригласите. Или поставьте ему микрофон пока, который работает. Потому что, ну, во-первых, запись идет, там ничего не будет непонятно, а во-вторых, могут кто-то не услышать. Не определено, значит. Федеральным законодательством не определено, кто должен адаптировать жилое помещение, находящееся в собственности. Очень хорошо.
Если жилье находится, значит, в социальном найме, тогда этим должен заниматься орган местного самоуправления. С 2016 года, с 1 января, вступает в силу новый федеральный закон 419 ФЗ, которым будут внесены изменения в ряд нормативно-правовых и законодательных актов Российской Федерации по обеспечению доступности. В данном случае в жилищный кодекс будут внесены поправки о том, что места общего пользования должны быть доступны. Это касаемо, допустим, вашего подъезда. Помимо этого, в рамках действия государственной программы, подпрограммы «Доступной среда», было закуплено 7 единиц автотранспорта общественного пользования. Это 4 единицы электрического транспорта, 4 троллейбуса и 3 автобуса, адаптированных для нужд инвалидов. Они адаптированы подъемниками электрическими, автоинформаторами, бегущими строками, кнопкой вызова водителя, ремнями фиксации для кресла-колясок. Это в рамках финансирования. Это общественный транспорт, адаптированный общественный транспорт. Значит, да. То есть сел и сразу поехал. Даже я, вот у меня ребенок на колясочке, однажды была такая ситуация, мы уже все подошли к троллейбусу, перед нами дверь захлопнулась и уехала. Хотя водитель нас видел, мы стояли в шоке. А тут, если колясочник сядет, его же нужно прикрепить, учитывая состояние дорог. Я с вами согласен совершенно. Каким-то образом все это будет работать, неинтересно. Да, интересно даже, как троллейбус подъедет по вызову. В смысле по вызову? Нет. Оборудован кнопкой вызова водителя. Помощь водителя никто не отменял. Помощь водителя всегда приветствуется. Помимо этого, значит, по тем маршрутам, по которым ходят эти троллейбусы и автобусы, определяет Минтранс у нас. Они уже ходят. Помимо этого, в 2013 году было закуплено еще 14 единиц общественного транспорта. Это 14 автобусов, тоже адаптированных марки ПАС, адаптированных для инвалидов. Поэтому регламент определяет именно либо Чувашавтотранс, либо троллейбусное унитарное предприятие Новочебоксарское. Маршрут 7, маршрут 10 автобуса. Троллейбус – это 54-й маршрут, 55-й маршрут – это город Новочебоксарск. В городе Чебоксарах нет троллейбусов. 4 единицы, вы назвали 7 единиц. Начали сказать, что 7 единиц техники закуплено. А сейчас 4. 4 единицы электрического транспорта и 3 единицы автотранспорта. То есть 4 троллейбуса, 3 автобуса. А ввиду того, что финансирование сократилось в 4 раза, федеральное, то в этом году планируется закупить только 1 автобус. В рамках реализации программы планировалось выделить более 80 миллионов рублей в этом году, чтобы пополнить парк троллейбусов города Чебоксары адаптированным транспортом. Но так как финансирование, я еще раз повторяю, сократилось с 300 миллионов до 78 миллионов, Бригада 300 не особо чувствовалась, а про 80 говорит, и ждать ничего не успел.
Я не решаю эти вопросы. Я думаю, в Минтрансе Чувашии можно будет подробно уточнить этот вопрос. Да, а у них есть и телефон, можно позвонить. Ну, тем более... То, что касается детской городской больницы, еще раз уточните, пожалуйста, какая больница? Вторая. Это взрослая. Угу. Вторая горбольница у нас в этом году частично будет адаптироваться. Она вошла у нас в план по адаптации на 2015 год. Но опять же, повторяю, ввиду сокращения финансирования, это будет только пока частичная адаптация. На следующий год, я думаю... Но вообще существует несколько уровней адаптации учреждения. То есть в соответствии с Конвенцией ООН и с приказом Минтруда России номер 627 определены два принципа адаптации учреждений, вообще адаптация объектов. Это универсальный дизайн и разумное приспособление. Универсальный дизайн, судя по Конвенции, да, это когда он достижим только при новом строительстве или реконструкции объекта. Вот то, что вы уже выше сказали, все объекты должны быть адаптированы с 2010 года. Да, это так, потому что в 2010 году вступила в действие статья номер 15 Федерального закона номер 181 социальной защите социальной защите инвалидов Российской Федерации, который гласит о том, чтобы мы должны создавать беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Вот, и поэтому, как бы, это то, что касается универсального дизайна. То есть он достижим только в случае нового строительства или реконструкции здания. Разумное приспособление – это приспособление какой-то части объекта. То есть, как правило, адаптация зоны оказания услуг. Она может быть выделена на первом этаже. Но, как правило, если разумно подходить к этому вопросу, то она должна быть выделена именно на первом этаже. Для этого создается доступ в здание, то есть оборудуется входная группа, пути движения, санитарно-гигиенические помещения, если человек находится в здании более 1 часа, и зона оказания услуг. Это может быть либо кабинет, либо как бы крыло какое-то, где именно должна быть создана доступность для всех категорий инвалидов. У нас их 5 по классификации доступности. Инвалиды-колясочники, инвалиды-опорники, инвалиды по зрению, по слуху и умственно отсталые. Вот. Частично это имеется в виду, что есть понятие доступен частично избирательно, доступен полностью избирательно, доступен полностью всем, доступен частично всем, доступен условно. Вот что я имею в виду по словам частично адаптация. То есть он будет частично адаптирован для каких-то категорий граждан. Впоследствии мы, я думаю, что будем работать над этим вопросом и постараемся включить, так как у нас приоритетных объектов довольно много, и многие объекты находятся в старых зданиях, постараемся включить вторую горбольницу, значит, в план на следующий год. Потому что в этом году она у нас уже будет, на нее уже деньги выделены, запланированы. Кстати, кто решает, что включить список? Вот. Экспертами по доступной среде у нас выступает общественная организация инвалидов. А этот телефон, этот микрофон сейчас работает, да? Раз. Угу. Теперь работает. А так он не работает. Раз. У меня продолжение по доступной среде вопрос. Да, вот тут все говорилось о том, что да, вот включены. Но вот у меня вопрос, кто разрабатывает вот эти вот
нормативные, допустим, нормы, под каким градусом должен быть пандус там или что-то. Вот. Нет, это разработано, это одно. Я просто говорю о том, что вот кто-нибудь из присутствующих вообще, то есть, ладно, я не говорю сейчас про летний период времени, да, сейчас речь идет о зимнем периоде времени, когда начинается холода, когда начинается наледь, и, соответственно, кто-нибудь из вас, даже здоровых, по этим пандусам пробовал, вот, по ребрикам, пандусам вообще, даже в подъездах, вот дома, где вот оборудовано, съезжать. То есть там нет, там идет наледь, получается, элементарно, что денег на резину, что ли, пожалели? Чтобы сцепление было элементарно, там ни один колясочник, даже тот, кто его, извините меня, сопровождает, он, естественно, с весом инвалида, он, естественно, туда не поднимется. Я не понимаю, чем думали, когда вот это все делалось? Да, смотрится красиво, но на практике как это применить? То есть вот я элементарно, я хотя бы вот, перемещаюсь на это, да, но иногда мне лень просто на лестнице, допустим, подниматься, да, вот в зимний период времени, например, да, вот я пытаюсь, но я кое-как, ладно, держась руками, я еще могу залезть, залезаю как бы, да, я вот за колясочников, честно говоря, не отвечаю. Вы говорите, что мониторит это якобы общество инвалидов республиканское. Где оно? Где? Что-то никого я здесь не вижу сегодня. То есть, почему с Минстроя вот по этому вопросу никого не пригласили? Принимается. Почему с Минстроя не пригласили? Я сейчас вам скажу, почему не пригласили. Один раз приглашали уже. У нас был вопрос, касающийся всех вообще вопросов социальной защиты инвалидов в целом. Из Минстроя никто не пришел, я вам честно скажу. Уже было такое. И лично могу сказать за себя, потому что прокуратура республики приглашала с Минстроя специалиста, никто не пришел сюда вообще. Потому что у нас были тоже вопросы к Минстрою. Почему? Потому что новые объекты, я имею в виду кафе различные и так далее, почему-то принимаются в эксплуатацию, и при этом не учитываются требования строительных норм и правил в части доступности. Мы это тоже обращали внимание на это. Нет, это я понимаю, но Да. вот вопрос, что касается доступности среды, опять же, хорошо, там где-то выделяются, где-то на что-то. Вот я говорю по поводу вот этих вот элементарных вот поребриков, этих пандусов. Ну да, есть эти поребрики, вот металлические, на старых лестницах они ложат. Ну хотя бы элементарно резину бы ложили, чтобы скольжение было меньше, женщина была права. Вот на это никто не обращает внимания. То есть, они должны... ну, пандусы, конечно. Я коляски, допустим, я еду на коляске на инвалиду. Ни передние колеса, ни задние колеса в эти швеллера просто не встают. Нет, это швеллера... Нет. На себе, у меня плечо вывернуто, я по этим лестницам тягаю ребенка. Нет, мы вас поняли. Давайте я отвечу и на ваш вопрос, и на ваш вопрос. Вот, понимаете, то есть вот элементарно... Нет, хорошо, но они... Мы можем ответить на этот вопрос. Мы поняли ваш вопрос. Мы поняли и ваш вопрос, и ваш вопрос. Да, действительно, мы сейчас просто еще не дошли до прокурорских проверок, а дойдем сейчас, да? То есть там этот вопрос тоже проверялся. Да, действительно, в ходе прокурорских проверок выявляются нередкие случаи, когда требования законодательства об обеспечении доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры выполняются формально. То есть тот же самый пандус не под тем углом наклона, то есть далеко не по требованиям строительных норм правил. Есть СНИП, вы знаете, да, 2001 года, который регулирует эти вопросы. Сами по себе швеллеры, естественно, тоже, и общество инвалидов тоже по этому поводу неоднократно высказывалось. В принципе, поверхность должна быть абсолютно, как бы, да, полностью не из двух швеллеров состоять, а как бы цельный. То есть это, в принципе, из требований строительных норм правил следует. И действительно, швеллеры, тем более, они могут и не подходить под одну коляску, под другую коляску. Все коляски модели разные. Мы считаем, что это неправильно, что это нарушение, что это невыполнение требований законодательства. И поэтому в таких случаях вы можете обращаться лично в органы прокуратуры по месту нахождения для принятия мер прокурорского реагирования. Такие жалобы к нам поступают. Мы проводим проверки и принимаем меры прокурорского реагирования в отношении тех собственников объектов социальной инфраструктуры, которые эти требования законодательства не выполняют. Это касается не только непосредственно зданий, помещений, но это касается, и вот, как вы говорите, поребрики, да, это уже органы местного самоуправления. К ним тоже меры принимаются. В том случае, если это съезды те же самые не соответствуют требованиям строительных норм правил.
Что касается обслуживания этих поверхностей, да, которые должны быть, должны помогать, да, для передвижения данным лицам с ограниченными возможностями здоровья, они должны надлежащим образом обслуживаться, от наледи очищаться, соответственно, собственниками, да, это такое требование тоже есть. И органы местного самоуправления в том случае, если относится к ведению органов местного самоуправления данный объект. Поэтому эти требования должны соблюдаться не только в том, что только построен, да, тот или иной пандус, но он, соответственно, должен еще и своевременно обслуживаться в том плане, что очищаться от снега, от наледи и так далее, и так далее. Это однозначно, я вам скажу. Поэтому в этом случае вы можете предъявлять претензии вот к тем лицам, которые ответственны за содержание данных объектов. Пожалуйста. Мы услышали ваш вопрос по поводу вот этого поребрика, вы сказали, да? Да, вы сказали адрес, по-моему, да, назвали, сейчас записывается. Вторая горбольница, да, мы услышали. Понятно. Потому что как бы мы сейчас анализы крови чего-то сдаем, ходим во взрослую поликлинику. Там есть лифт на второй этаж подняться. Опять-таки, не подняться на первый этаж. Мне приходится постоянно кого-то просить, если никого нету. Мужчины проходят мимо, я ее поднимаю сама, даже во взрослую поликлинику. Потому что наш велер коляска не встает вообще никак. И еще спортивный комплекс «Спартак», который рядом с нами. Хотелось бы посещать бассейн. Директор говорит, против ничего не имею, но как вы это будете делать, это ваша проблема. Ну, как бы, да, конечно. То, что касается «Спартака», в 2014 году он был адаптирован. бассейн. Нет, комплекс. Сама детская юношеская спортивная школа «Спартак» была адаптирована. Вот чем занимался директор, я не могу сказать вам. Нет, мне не интересно, чем занимался директор. Мне интересно, допустим, что можно сделать, чтобы мой ребенок посещал бассейн. Именно «Спартак» или… Ну, у меня рядом с домом, не рядом с домом, вот я живу на энергозапчасти, да, «Спартак» для нас это ближайшее. Так как ребенок не ходит своими ногами, нам удобнее было вот максимально близко к дому расположен бассейн. Потому что если ехать, да я не знаю, вот честно говоря, где у нас в городе бассейн оборудован для инвалидов. Не лечебный, вот как в детском центре реабилитации. В городе Чебоксары нет, в городе Новочебоксарске… Да, приятно слышать, особенно как бы вот в рамках программы «Доступная среда». В городе Чебоксары такого нет. Сдюшор номер 3. Адаптирован, значит, бассейн, там поставлен подъемник для опорников в бассейн. Я так… Почему у нас нет социального такси в городе? Почему никто не обязан перевозчиков в город? Кто тех же самых частных? В Питере 10% стоит от стоимости такси, социальное. Большой выход был. Потому что как бы на реабилитацию ходим постоянно на реабилитацию, и как бы приезжать туда к 8 часам, а потом еще со спящим ребенком уходить оттуда на маршрутном такси и в троллейбусах, это нереально. Да, хотя бы социальное такси, хотя бы за полцены. Там при комплексном центре есть машины для перевозки инвалидов? Комплексный центр сейчас называется. Соцобслуживание населения. По Чебоксарам они не ездят. Они забирают в других районах. То есть по республике они собирают детей. Вот это наша маршрутка с реабилитационного центра. Вы имеете в виду на проспекте Мира, да, дети? Нет. Комплексный центр города Чебоксар. У нас 324 стрелковая дивизия там, да? Мы можем сказать со стороны прокуратуры только вот по поводу социального такси, то, что это только может быть по инициативе властей сделано, да? У нас по закону написано, что должен быть доступен транспорт в том числе, а как он может быть доступен? Вот
низкопольные автобусы сказали и так далее, и так далее. Социальное такси – это только инициатива региональной власти. Если захотят сделать, сделают. Нет, так нет. Я знаю, что в Омской области, например, социальное такси есть, например, да, у нас в Чувашской республике нет, к сожалению. Но мы требовать от властей, вот я имею в виду органы прокуратуры, тоже не можем, потому что, в законе такого не прописано, что должно быть социальное такси. А в части этой инициативы, пожалуйста, вы можете и к президенту, главе Чувашской республики обратиться с этим вопросом. Пожалуйста. И ваше обращение будет рассмотрено. Извините, у нас просто еще есть выступающие. У нас также, я пропустил, Ибрагимова Аида Хажи Исмаиловна есть. Так? Это по вопросам как раз-таки социальных услуг детям-инвалидам. Минздрав соцразвития Чувашской республики. Вообще, конечно, кто воспитывает детей-инвалидов, у кого вот дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями есть или были, да, у кого уже снята была инвалидность, прекрасно понимают, как трудно в этой жизни. Поднять ребенка, вырастить, дать образование, устроить его в жизни. Конечно, не все так просто, но жизнь идет вперед. Уже есть доступная среда, это же здорово. Уже с 2014 года вот эта программа же, она работает. И, конечно, это все будет и будет, как в других государствах. Давайте чуть-чуть терпения где-то наберемся, да, потому что идет, все развивается, и все стараются, чтобы было все хорошо, потому что из нас, присутствующих, никто не гарантирован, что через какое-то время станет инвалид. Поэтому работа ведется. И надо сказать большое спасибо всем людям, тем, которые и законы пишут, да, и работают с детками, и делают эту доступную среду. То есть мы все равно должны говорить слова благодарности. Что сказать о социальном обслуживании? Да. У нас сейчас принят закон 442 о социальном обслуживании. Каждый имеет право обратиться за социальной помощью. И мы должны сказать, что детям эта помощь оказывается бесплатно. У нас в республике действует социальная участковая служба. В республике это 21 центр социального обслуживания населения, это 4 специализированные организации для несовершеннолетних и, конечно, кто знает, нами любимый реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. То есть каждый родитель может, ребенок с 10 лет, да, или законный представитель может обратиться в эти учреждения, написать заявление и прописать те услуги социальные, какие вы хотите. Социально-педагогические хотите вы, социально-психологические, социально-медицинские. Сейчас даже есть такие услуги, как социальное сопровождение. Но для этого надо написать заявление и вот эту разработать индивидуальную программу получения социальных услуг. И тогда учреждение будет строго по договору эти услуги вам предоставлять. То же самое даже касается и транспорта, потому что в наших центрах есть машины для этих целей. И вы знаете, наверное, в реабилитационном центре «Газель» специально приспособленные для этих целей. Конечно, сейчас у нас будет семинар проводиться 10 июля специально для специалистов по социальной работе, которые занимаются с детками, потому что многие специалисты ходят и на дом к таким детям, работают с ними, да, то есть и сейчас мы будем учить специалистов, не учить, а еще раз, давать новые технологии, методики работы с такими детками, чтобы специалисты по всей республике, не только в Чебоксарах, Новочебоксарске, но и в Яльчикомском районе, в Урнарском районе, да, могли оказывать такую помощь. Помощь такую, как правильно пользоваться техническими средствами реабилитации, тоже где-то помочь. Поэтому обращайтесь в Центр социального обслуживания. В Чебоксарах у нас это комплексный Центр социального обслуживания города Чебоксары. И у нас еще социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Чебоксаров. Я хочу поподробнее сказать о реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченной возможностью. То есть на учете стоят более 2,8 тысяч детей, имеющие инвалидность. И смотрите, ежедневно у нас где-то 110 детей проходит через этот центр. И прекрасные педагоги, прекрасные медики, прекрасные программы, технологии. То есть этот центр известен не только на Приволжский федеральный округ, он известен как у нас и в России, так и за рубежом. Приезжают гости, изучают опыт. И бассейн. Есть хороший бассейн. В год можно, реабилитацию получать 1-2 раза в год.
21 день идет реабилитация, можно как стационарная, можно так и дневное, как вы хотите. Есть программа «Мать и дитя». Вот. Пожалуйста, после 5 часов, насколько я помню, на бюджетной основе у нас работает это бассейн. Платные услуги какие-то есть, небольшие уже после, да, такие, ну, сейчас не могу точно сказать, но бассейн можно посещать и дополнительно. Такой момент. Потом еще вот хочу вам сказать по театрам. Вот директор театра Елизавета Арьевна, она всегда говорит, хотите спектакли в театре кукол, пожалуйста, всегда двери открыты театра для детей-инвалидов, детей с ограниченной возможностью здоровья. Вот. Поэтому я готова отвечать на вопросы, потому что те меры социальной поддержки, какие есть, вы, конечно, их получаете, да. Все это есть, и вы обращаетесь и в отделы соцзащиты, и в фонд социального страхования, и у нас работает отдых оздоровления, тоже работает соответствующее постановление. Отдых оздоровления мы детей бесплатно оздоравливаем в лагерях, санаторно-курортное лечение бесплатно. Пожалуйста, то есть мы всегда открыты, вы звоните нам в Минздрав соцразвития Чувашии, Нина Николаевна, звоните, Ибрагим Ваидович Исмаиловна, и мы всегда готовы помочь, если какие-то есть вот такие вот нерешенные вопросы. Все решается. Я готова отвечать на вопросы. По социальным услугам есть вопросы? Рабочий телефон 26 13 22 26 13 23. Отдел социальных проблем семьи и демографической политики. Да, спасибо большое. Спасибо вам. Здоровья крепкого вам. Дальше мы хотели бы услышать, но я просто боюсь пропустить Минобразование Чувашской Республики, поскольку представители есть. Бычков Валерий Вячеславович, начальник отдела Минобразования Чувашской Республики, по вопросу предоставления образовательных услуг указанной категории граждан. Спасибо. Значит, меня зовут Вячеслав Валерьевич Бычков. Я начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии. Соответственно, у нас много отделов, в принципе, которые курируют образование. То, что касается вот школьного образования, в том числе обучения детей-инвалидов, обучения детей с ОВЗ, курируем мы. Вот. Нужно сказать, что с принятием нового федерального закона образования у нас поменялась нормативно-правовая база, и в соответствии с ним, в принципе, изменились условия, в которых у нас осуществляется образовательная деятельность. И я сейчас не буду, наверное, рассказывать, что мы сделали, что еще предстоит сделать, о том, что, в принципе, по каким формам может получить образование в настоящее время ребенок с ограниченной возможностью здоровья, ребенок-инвалид. Наверное, это более будет приемлемо в данном случае. Прежде всего, нужно сказать, что у нас существует образование в образовательной организации и дома, в семье, получается. Ну, как правило, семейную форму обучения у нас, наверное, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, они не выбирают. То есть это в настоящее время 100%, это все-таки обучение идет в образовательной организации. Здесь уже существуют различные вариации. Первое – это государственные коррекционные образовательные учреждения. Их всего у нас 15, получается. Ну, из них 8 у нас школ-интернатов. Из 8 школ-интернатов это у нас 6 для умственно отсталых, получается, для глухих, для слабослышащих, для слепых и плохо видящих, получается. Есть у нас 3 коррекционные начальные школы детских сада, ну и, соответственно, остальные школы. В основном это тоже, получается, для умственно отсталых, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, получается, и с речевыми патологиями, глубокими речевыми патологиями. В принципе, вот эта сеть, она в основном обеспечивает потребности населения, и нужно сказать, что в последнее время уже в связи с развитием инклюзии, то есть тем, что дети, многие хотят учиться по месту жительства, в обычных классах, в обычных школах, даже у нас остаются места. То есть, в принципе, с этим проблем не возникает.
Кроме разве что, наверное, детских дошкольных групп. Есть у нас группы в школах, классы отдельные для детей с ограниченным возможностью здоровья, или же дети, они будут обучаться в обычных классах. Это тоже, в принципе, возможно. Ну и, соответственно, для этого уже школа должна принимать отдельно адаптированную образовательную программу, то есть там внутри уже происходит достаточно большой процесс, но, наверное, уже это непосредственно родителям не должно, в принципе, иметь значения. Выделяется на это и бюджетные средства, например, для классов, где у нас будут обучаться дети-инвалиды, там коэффициент финансирования, он умножается на 3,5, то есть гораздо больше. Есть у нас форма обучения на дому. Это тоже, в принципе, обучение в этом случае считается, осуществляется через образовательную организацию, то есть ребенок является учеником школы, но при этом по медицинским показаниям, при этом решение может принимать только медицинская комиссия, ребенок может обучаться на дому. В этом случае учитель просто будет приходить к нему в дом и там его обучать. Есть в этом случае вариация, когда ребенок будет обучаться в дистанционной форме. Если нет, соответственно, соответствующих противопоказаний для этого. В принципе, таких детей у нас тоже много, около 200. А всего на дому у нас обучается более где-то 481. 480, где-то вот так. Но эта циферка, она будет меняться, потому что решение, оно, что вот ты будешь обучаться на дому, оно не принимается навсегда, называется. Полгода прошло, соответственно, это можно все пересмотреть. Вот. Соответственно, родители могут, в принципе, проводить обучение частично и самостоятельно, если у них есть педагогическое образование. Это все будет компенсироваться, исходя, соответственно, из того, сколько денег выделено на конкретного ребенка на обучение, получается, и сколько часов провел конкретный родитель, получается, с этим ребенком. Естественно, определенный контроль будет со стороны образовательной организации. И дальше уже, я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Создаются условия и при прохождении итоговой аттестации для детей-инвалидов. Вот почему я это говорю, это насущно, только что это все прошло у нас в этом году. В целом, что еще хотелось бы сказать? Вот, для детей, которые проживают в образовательных организациях, то есть это государственных школах, интернатах, получается, у них идет полное вещественное удовольствие идет, а прочие дети, которые только приходят туда обучаться, там идет двухразовое питание. Вот. А другие стороны, наверное, их очень много, в принципе, и, наверное, лучше будет, если мы будем рассматривать вот какие-то конкретные случаи. Естественно, будет очень много уникальных случаев, которые будут затрагивать очень много нормативно-правовой базы, и где-то, может быть, они и не прописаны, и, в принципе, они все решаемы. Поэтому, если есть вопросы, мне бы хотелось их услышать. Да, конечно. Коррекционные начальные классы в юго-западном районе, насколько я знаю, отдельных нет. Нет. То есть нам через 2 года в школу, нам Да. либо в Надежду по неврологии, либо в южный поселок, да? Вот, смотрите, вот такое решение я как чиновник, конечно, принять не могу. Здесь должно быть решение комиссии ПМПК. Вот ПМПК скажет вам, например, она порекомендует, может быть, вам нужно обучаться в обычном классе, вы сможете. В этом случае вы решение сами принимаете. Либо же какой-то определенной коррекционной школе, то в этом случае, естественно, нужно будет туда, возможно, и ездить, получается. Ну, вот решение я принять, конечно, не могу по этому поводу. Я не зря спросила, Да. все-таки вот то, что сейчас воспитательницы говорят из садика, мы в обычный класс не можем ходить, никак. Надежда – это, опять же, соседний район, либо на южный поселок. Это очень далеко для нас. Понятно. Вот в данном случае давайте-ка все-таки, может быть, вам стоит дойти до ПМПК, то есть комиссии, а не верить на слово воспитателю. Вот. А следующий момент получается, ну, каждый случай, он все-таки индивидуален, поэтому вот сейчас, где вы будете обучаться, я конкретно, конечно, сказать не смогу. Возможно, придется ездить, возможно, такой вариант. В районах есть коррекционные классы. По городу Чебоксары? Да.
Вот, прежде всего, они будут создаваться в тех школах, где у нас создается вот доступная среда. Именно по вашему направлению, где есть коррекционный класс, я сейчас назвать не смогу. Я ваши, давайте лучше контактные данные возьму, и непосредственно уже по вашему вопросу мы обсудим детально. Угу. В принципе, вот доступная среда, вот то, что уже сегодня говорили, она в многих школах города Чебоксара создана, но именно какое оборудование закуплено было, я сейчас сказать не могу, потому что в зависимости от тех детей, которые в тот момент были в этой школе, и там и создавалась доступная среда. Потому что универсально везде создать, наверное, будет сложновато сразу. Знаете, это не только вот моя проблема. У нас вот в группе очень многие родители не знают, куда устроить своих детей. Потому что в каком детском садике? 128-й садик. 128-й. Да. Потому что на следующий год многие дети полгруппы уйдут они. Мы на следующий год, естественно, не пойдем. А вот все равно задумываемся, вот как все сложится у нас. Потому что коррекционных классов вот нету. Вот смотрите, невзирая на то, что юго-западный район, южный район, северо-западный район, я не помню, чтобы у нас после именно общения с ПМПК были жалобы, собственно говоря, что нас направили не туда, куда мы хотели, в конечном счете родители сами принимают решение, получается. Поэтому этот вопрос, он решаемый. Сейчас вот заранее, получается, за 2 года думать о том, что у вас ничего не получится, и мы не сможем вам предоставить условия, я думаю, что это еще рановато. Вот когда конкретный случай произойдет, наверное, его и будем решать. В принципе, вот, да, с транспортным обеспечением у нас тоже возникают сложности, потому что мы между населенными пунктами можем организовать эту перевозку, даже между Новочебоксарском и Чебоксаром мы его организуем, а внутри, конечно, одного населенного пункта, вот в рамках этих рейсов еще мы как-то создаем, а вот другой, конечно, специально создавать тоже это сложновато. Потом, я думаю, мы с вами контактными данными свяжемся и непосредственно уже переговорим. Есть еще вопросы по получению образования? Тогда я назову свои... Да. Вот в нашей, это касается нашей группы же, вторая группа, 128-й садик. Ну, у нас режим дня был как у всей группы. Получается, с 6:30 до 7. Вот буквально с мая месяца или с апреля месяца нам сделали с 7:30 до 5:30. Именно наши группы, коррекционные группы, там 4 группы. С 7:30 до 5:30. То есть мы, когда задали вопрос это директору садика, заведующему садика, да, она нам ответила: экономия бюджета. Это как понимать? Насколько это правомерно? Тут, естественно, нужно прежде всего учитывать, получается, возможности родителей и насколько они, их режим работы, режим жизни, получается, вот будет соответствовать этому. И вот так в одностороннем порядке очень резко принимать решения, это, конечно, нехорошо. Вы знаете, они ни у кого не спросили. Мы вышли в прокуратуру с жалобой, конечно, но нам пока ничего не ответили. Письмо написали мы. Мы тоже выйдем на управление образованием города Чебоксара, и конкретно уже, вы сказали, 2В? 128-й садик, группа, я помню. Вторая группа. Вторая группа. Да, но там мы всей группой собрались. Чем руководствовался, в принципе, руководитель образовательной организации, когда принимал это решение? Вот тоже это нужно конкретно рассмотреть, может, были какие-то объективные причины, хотя я немножко сомневаюсь. Тут же все будет зависеть от того, сколько денег, в конце концов, платят родители, и сколько денег выделяется из федерального бюджета. В любом случае, это половина дети-инвалиды там. Ну, я понял. Больше половины даже. Я понял. А многие мамочки и папы, они работают. Будем тоже обсуждать. Да. Но одно дело, когда нормативно как регулируется, а в другой, наверное, человеческий подход должен быть здесь. Да. Через прокуратуру республики обращались, да? На прием лично приходили. Поднимем, посмотрим. Если вопросов больше нет по образованию, да? Вы хотели телефон сказать? Или у вас вопрос еще какой-то? Мне телефон уже дали, в принципе. Я просто хотел назвать только свой телефон рабочий. 64 21 75.
64 21 75. Спасибо, Вячеслав Валерьевич. У нас также есть выступление. Вот у нас есть по вопросам, я чуть попозже, наверное, вам предоставлю, да, слово, да? По вопросам обеспечения технических средств реабилитации, просто вопрос довольно-таки болезненный у нас пока остается, поэтому чуть-чуть попозже сейчас. Обеспечение санаторно-курортным лечением тоже. И у нас есть вопрос, касающийся пенсионного обеспечения детей-инвалидов. Но здесь проблем вроде меньше, поэтому все-таки я предоставлю слово пока пенсионное обеспечение. Лисицына Татьяна Николаевна, начальник отдела, еще раз, организации назначения, перерасчета пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. Тема выступления — пенсионное обеспечение детей-инвалидов. Уже добрый вечер, уважаемые участники правового часа. В части пенсионного обеспечения, я думаю, таких вопросов, конечно, нет. Почему? Потому что мы стараемся своевременно, правильно назначать, своевременно выплачивать пенсии, предоставлять услуги, предоставлять льготы. Я очень кратко просто хочу рассказать, в соответствии с каким законодательством регулируется пенсионное обеспечение детей-инвалидов, и некоторые льготы осветить, касающиеся семей, имеющих детей-инвалидов. Пенсионное обеспечение детей-инвалидов регулируется 166-м законом. Этот закон принят в конце 2001 года, вступил в силу с 1 января 2002 года. 166-й о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. В соответствии с этим законом пенсия назначается социальная, пенсия по инвалидности, она назначается гражданам Российской Федерации, проживающим в Российской Федерации, постоянно проживающим. То есть если за пределами Российской Федерации социальная пенсия не выплачивается. Социальная пенсия, она устанавливается в твердом размере, зависит от социальной пенсии, зависела от социальной пенсии. С 1 января 2013 года федеральным законом 51, который был принят в апреле 2013 года, внесены изменения большие. Размер социальной пенсии детей-инвалидов увеличен до 8 тысяч рублей, до 8704 рубля. И с этого момента индексируется этот размер пенсии один раз в году с 1 апреля года. В этом году с учетом индексаций, прошедших вот с 1 января 2013 года, размер социальной пенсии ребенка-инвалида составляет 11 445 рублей 68 копеек. С 1 апреля мы эти пенсии проиндексировали, и более 4,5 тысяч семей, имеющих детей или дети-инвалиды, получили прибавку. И размер составляет, я сказала уже. Кроме этого, дети-инвалиды в соответствии с законом о социальной защите инвалидов, 181 законом, который упоминали сегодня, имеют право на единовременные выплаты взамен льгот. Эти выплаты, они тоже индексируются. С 1 апреля размер этих выплат тоже изменился и составляет более 2000 рублей. Что касается пенсионного законодательства родителей, которые имеют детей-инвалидов, то здесь мне хочется упомянуть, что тоже имеются очень большие льготы. Во-первых, родителям, имеющих детей-инвалидов, воспитавших до 80-летнего возраста, назначается трудовая пенсия, это до 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года у нас законодательство поменялось, принят 400-й закон, и теперь пенсии трудовые называются страховыми пенсиями. Назначается на 5 лет, значит, ранее общеустановленного пенсионного возраста. Общеустановленный пенсионный возраст для женщин остался он 55 лет, для мужчин 60 лет. Более того, если, допустим, мамочка ушла на пенсию 5 лет назад, и через 5 лет достигает 55 лет папа, то она может перейти на пенсию на общих основаниях при достижении общеустановленного пенсионного возраста. И папе мы можем тоже назначить на 5 лет раньше, но я повторяю еще раз, мама, значит, должна будет перейти в этом случае на пенсию на общих основаниях при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Эти пенсии, они называются досрочными.
Кроме этого, если в семье есть ребенок-инвалид, и один из родителей вынужден осуществлять уход, неработающий родитель, эти периоды включаются в страховой стаж. В страховой стаж включаются периоды ухода, если им предшествовала работа или последовала работа. И за эти периоды ухода, за так называемые нестраховые периоды, будут начисляться определенные баллы или годовые коэффициенты. В данном случае, согласно законодательству, эти коэффициенты, значит, устанавливаются или присваиваются они и за периоды ухода за инвалидом первой группы с детства и за 80-летним гражданином. За год ухода коэффициент или балл устанавливается в размере 1,8. Вот для того, чтобы приобрести право на пенсию, так вот говорю, нужно 30 баллов иметь, а тут за 1 год ухода 1,8 за ребенком-инвалидом. И даже по тем пенсиям, по которым уже давно назначены, мы с 1 января 2015 года производим перерасчет, если родители являются получателями пенсии и в определенные периоды осуществляли уход с 1 января 2015 года по заявлению граждан, если среди вас таковые есть. Значит, кроме вот этих льгот, кроме исчисления страхового стажа, кроме досрочного назначения пенсии, мы устанавливаем неработающим родителям или другим членам семьи, неработающим, трудоспособным, компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты тоже в соответствии с законами. С 1 января 2013 года тоже эти компенсационные выплаты родителям и опекунам, они в размере увеличены. Если обычный член семьи ухаживает, не родитель, не опекун, то мы устанавливаем 1200, а так компенсационная выплата 5500. Вот это очень кратко. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Пенсия, она назначается по инвалидности, просто скажу, что с 1 числа месяца обращения. Обращаться можно в МФЦ, обращаться можно в территориальные органы. В настоящее время можно обратиться через портал государственных услуг, зарегистрировавшись в личном кабинете. Можно способ выплаты таким же образом поменять, обращаясь уже через личный кабинет, не выходя из дома. То есть услуги вот сейчас таким образом можно получить. Угу. Я практически не работала, родила ребенка, то есть с момента рождения ребенка я нахожусь, ухаживаю за ним. Сейчас ему 10 лет, ну, я не знаю, конечно, как дальше продолжится, смогу, не смогу работать, но вот, допустим, выхожу на пенсию я пораньше. Я не знаю, конечно, как я в дальнейшем жизнь сложится, буду работать или нет, но вот какой размер пенсии вообще? Какая считается будет пенсия? Социальная там или что это вообще? Если вы ни разу не работали, у вас трудового стажа не будет. Я еще раз повторяю, страховой стаж периода ухода включается только в том случае, если есть периоды работы. Понятно или непонятно? Если нет. Хотя бы 1 день работы у вас должен быть для того, чтобы можно было учесть в страховой стаж. Страховой стаж, само понятие означает, это исчисление трудовой деятельности в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для приобретения страховой пенсии. Вот. Если вы ни 1 день не работали, учились, допустим, и только ухаживали, к сожалению, эти периоды не будут включаться для исчисления размера пенсии. И если вы не будете работать и у вас не приобретете 15-летний страховой стаж, и 30 баллов, права на трудовую пенсию не будет. Тогда на 5 лет ранее достижения возраста вы не сможете выйти. Я говорила о праве на досрочное назначение страховой пенсии. Что касается, если вы не приобретете право на страховую пенсию, то есть при достижении определенного возраста не будет у вас 15 лет страхового стажа, я же здесь не говорила обо всех правах трудовой пенсии, да ведь? Если вы не приобретете 15 лет страхового стажа, не будет у вас 30 баллов, это с 1 января 2015 года, вы право на трудовую пенсию не приобретете. Мы вам тогда сможем назначить только социальную пенсию в возрасте 60 лет. Этот размер социальной пенсии сегодня 4700. Еще хотела спросить, ребенок по достижении 18-летнего возраста, он уже считается не ребенком-инвалидом? Инвалид с детства.
Там вот отдельная категория, да, От инвалид? группы будут зависеть уже. До 18 лет, согласно медико-социальной экспертизе, дети признаются инвалидами детьми. А после достижения 18 лет уже согласно этого законодательства по критериям инвалидности устанавливают им уже группу инвалидности в зависимости от тяжести первая, вторая, третья группа. И в зависимости от этой группы инвалидности им будет выплачиваться социальный размер пенсии. Он уже отличается. Первая группа 11 445, вторая группа 9 с лишним, третья группа 4 700. Это размер социальных пенсий. Вот тоже хотела спросить, у меня был период, когда нам в 2004 году инвалидность поставили, я не оформляла по уходу за ребенком-инвалидом, но я в тот момент не работала 2 года, то есть пособие по уходу за ребенком я не получала. У меня, получается, этот период выпадает или он Нет, все-таки... независимо от того, вы получали пособие, компенсацию, имеете в виду, да? Независимо от этого, если вы в это время не находились в трудовых отношениях и никто не оформлял за вашим ребенком компенсацию за уход, за посторонний уход, то вы имеете право сегодня же написать в территориальном органе заявление для того, чтобы периоды ухода за инвалидом вашим ребенком включили ваш страховой стаж. Заявление обязательно надо написать, да? Ну, для того, чтобы учли на вашем индивидуальном лицевом счете. А за тот период будут баллы начисляться? Или можете при обращении за пенсией эти периоды написать заявление. А те периоды тоже баллами будут считаться или там как-то по-другому те года? С 1 января 2015 года все ваши пенсионные права, стаж, зарплату, страховые взносы преобразовываем в баллы. Те периоды тоже, значит, мне Да, в баллы да, пересчитаются, да? да? Ладно, спасибо. Вопросов больше нет по пенсии? Спасибо. Так, специалист у нас убежал, мы хотели слайды показать. Но мы сейчас пока санаторно-курортное лечение тогда, да, покажем. Так, у нас следующий выступающий. Так, да, Никифорова Эльвира Николаевна, главный специалист группы санаторно-курортного лечения льготной категории граждан, отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. Вопрос касается обеспечения санаторно-курортного лечения детей-инвалидов. Здравствуйте, уважаемые граждане и коллеги. Нам специалиста можно пригласить на следующего выступающего, пожалуйста. С 1 января 2015 года оказание услуг по обеспечению льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение осуществляет государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. Государственное учреждение регионального отделения Фонда социального страхования руководствуется со следующими нормативными документами. Это федеральный закон от 17 июля 1999 года 178 ФЗ о государственной социальной помощи, постановление правительства Российской Федерации 29 декабря 2004 года номер 864 о порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и установления платы за предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам, подвергающим воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. И приказ Минздрава социального развития Российской Федерации номер 271-Н от 27 марта 2012 года об утверждении административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственные услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно и так далее. Обеспечение льготных категорий граждан путевками производится только при наличии у них права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в текущем году. При отказе
граждан в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от получения набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения на очередной финансовый год путевки не выделяются. Согласно действующему порядку, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям на основании справки 070У, которую выдает лечащий врач по месту жительства, и заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение от гражданина, имеющего право на санаторно-курортное лечение, территориальный орган Фонда социального страхования. Граждане, имеющие первую группу инвалидности и дети-инвалиды имеют право на бесплатное получение второй путевки на санаторно-курортное лечение на тех же основаниях и бесплатный проезд к месту лечения обратно для сопровождающего лица. Действующий порядок предоставления набора социальных услуг предусматривает, что для получения путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, получателям набора социальных услуг, необходимо обратиться в региональное отделение фонда с заявлением на предоставление путевки с приложением справки для получения путевки 070У и предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя и его представителя. Для оформления справки 070У гражданину необходимо обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. В случае наличия показаний, отсутствия противопоказаний для санаторно-курортного лечения, лечащий врач оформляет справку для получения путевки 070У. 070У справка, она действительно на 12 месяцев. Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим право в порядке очередности, которые формируются согласно подаче заявления, предоставления периодом в порядке вне очереди путевка федеральному льготнику, относящимся к одной из 10 категорий, установленным статьей 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года, номер 78 ФЗ, не принимая во внимание ранее зарегистрированное заявление других граждан, имеющих аналогичные медицинские показания, являются грубым нарушением их права на получение государственной социальной помощи, что недопустимо в соответствии с пунктом 3 статьей 17 Конституции Российской Федерации, запрещающей осуществление прав и свобод человека посредством нарушения прав и свобод других лиц. По состоянию на 25 июня 2015 года количество льготной категории граждан, нуждающихся в обеспечении санаторно-курортным лечением, составляет по всей Чувашской Республике 6118 граждан. Из них дети-инвалиды 444, в том числе подавшие заявление по 2014 год составляет 364, а в текущем году 80 детей. В этом году заключены государственные контракты для детей-инвалидов на 128 путевок на сумму 2 600 000 рублей. На сегодняшний день в санатории «Волжские зори» лечились и отдохнули 10 детей и 10 сопровождающих лиц. В Центр восстановительной медицины и реабилитации государственного учреждения Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации «Волга» в городе Балаково Саратовской области с 23 июля по 12 августа будут лечиться и отдыхать 18 детей-инвалидов и 18 сопровождающие их лица. В августе и сентябре будут выделены путевки санатория «Волжские зори» в количестве 20 штук. А также в сентябре-октябре будут выделены путевки город Анапа, Краснодарский край, санаторий «Парус», 14 путевок и 28 путевок санаторий «Кубань».
В ноябре месяце будут выделены путевки на санаторно-курортное лечение в количестве 10 штук. Город Кисловодск, Ставропольский край, на санаторно-курортное учреждение санаторий «Пикет» по слабовидящим гражданам. Стоимость путевки, максимальная стоимость путевок для детей-инвалидов и их сопровождающих людей, сопровождающих лиц составляет максимальная 21 606 рублей 90 копеек. Ну, все коротко у меня по санаторно-курортному лечению по детям-инвалидам. Да, сейчас вам микрофон передадут. Секундочку. Так, у меня всего два вопроса. Первый вопрос. Все знаете, что у нас Крым присоединился к России. Планируется ли выделение путевок именно в Крым? А второй вопрос, значит, такой. Почему у нас считается, что... Вот я недавно отдыхал, ну, как недавно, в 2007 году. Почему считается, что инвалид и ребенок-инвалид, он может только отдыхать на территории Чувашской республики по месту пребывания? Почему я не могу поехать, допустим, в ту же самую Анапу, в Крым, в Кисловодск, вы говорите? Ну вот у меня два вопроса всего. Пока для выделения... Вопрос по Крыму. Пока дополнительное ассигнование для лечения в Крыме еще не выделено, но планируется выделение, да, дополнительно пока это не предоставили, но планируется до конца этого года для лечения в Крым. В прошлом году, с 2011 года по 2014 год на санаторно-курортное лечение занимались Министерство здравоохранения. И с 1 января 2015 году передали в государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в Чувашской Республике. Мы начали с 1 января 2015 года. Поэтому по детям-инвалидам вот мы и в Анапу отправляем, и в Ставропольские края отправляем. Почему при подаче заявления работники Фонда социального страхования, между прочим, это не анонсируют никак? То есть они не предлагают. Вот у меня была такая ситуация, я отдыхал в 2000-х годах, в 2007, по-моему, вот, давно уже не отдыхал, тоже сам. Почему нет у работников Фонда социального страхования такой разнарядки, я не знаю, чтобы они в первую очередь предлагали, допустим, те санатории, которые находятся в других регионах, тот же самый Кисловодск, именно по профилю. То есть у меня вот, допустим, опорно-двигательный, у кого-то там желудочно-кишечный, вот именно по профилю. Почему это не предлагается? По взрослым инвалидам, льготным категориям граждан, именно по взрослым, у нас в конкурсах выиграли по Чувашской республике. Это Волжские зори, Надежда на сегодняшний день и Чувашия курорт. Вот эти санатории. Поэтому мы можем взрослым предлагать только в данный момент по профилям заболеваний санатории Волжские зори, Надежда и Чувашия курорт. А вот в Надежде и в Волжских зорях разве там по профилю опорники какое получают они? Вот там я вот был там, я честно могу сказать, что для меня вот это вот не подходит. Та же самая Надежда, но Волжские зори еще более-менее. Ну так почему нельзя заключить контракт, чтобы, допустим, взрослые инвалиды не поехали в ту же самую в Анапу, в Сочи, я не знаю. Кто вот этим вот вообще распределением занимается? Распределением путевок занимается Фонд социального страхования с 1 января. Распределением путевок занимается. У нас электронных аукционах и
участвовали только по Чувашской республике, вот выиграли на этих конкурсах на сегодняшний день только это. В дальнейшем, на второе полугодие, может быть и за предельно Чувашской республики. Я пока конкретно не могу сказать в данный момент. Именно по взрослым. По детским я сказала. За свой счет фонд социального страхования, если вы купите путевку за свой счет, фонд социального страхования компенсации не предусмотрено, и компенсации не будут. Но ни в прошлом году, ни в этом году путевку нам не, ну, вот нынче пока еще не выделяли. Хотелось бы спросить, получается, как бы нарушаются права наши? За прошлый год, если мы не отдыхали вообще, каким образом? Возместиться, не возместиться? У нас что? Хорошо. Нам передали с 1 января заявление Министерством здравоохранения, заявление с 2009 по 2014 год. Сейчас в данный момент мы обеспечиваем граждан и детей-инвалидов, подавших заявление с 2009 года по 2012 год. В этом году. Если кто-то по своим состояниям здоровья, если врачи не разрешат, не может человек поехать или отдохнуть по каким-то причинам, очередь потихонечку будет продвигаться. И пока по 2012 год. Если еще дополнительно финансирование Вот как раз будет. к этому вопросу же уточнение. То есть в течение какого срока обязаны предоставить путевку вот с даты написания заявления? Вот вы сказали, что сейчас они 9-12 год. Мне то же самое специалист в ФСС сказал, что можете написать в следующем году, потому что у нас пока отказ от соцпакета, напишите заявление, и годиком, ну, нам сейчас 3, к 6 вы куда-нибудь поедете. Но это, я так понимаю, нарушение уже, потому что в течение года нам должны предоставить путевку, я так понимаю. Именно есть аргументированный срок. Именно в нормативных актах не написано ежегодно выделять вам путевки. Зависит от финансирования и поданных заявлений. Ежегодно нигде не написано. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Алине Борисовне. Вот знаете, в 12-й год вы говорите, да, сейчас едет? Да. С 9 да. по 12 Мы как год. раз первое заявление написали в 2012 году. Нам предложили Саратов. Так, ну у нас в справке черно по белому написано на Черное море, на Анапу или там Крым, нам все равно куда. Могу ли я подать жалобу в прокуратуру? Конечно, если вы считаете, что ваши права нарушены, вы по любому вопросу можете обратиться в органы прокуратуры республики, и в районную, и в прокуратуру республики непосредственно, поскольку законодательство говорит о том, что дети-инвалиды имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Если индивидуальная программа реабилитации предусмотрена, значит, вам должны предоставить. У нас все предусмотрено. Пожалуйста, напишите письменное заявление, копию документов приложите, проверим и примем меры прокурорского реагирования. Хорошо, спасибо. Есть такие факты нарушения. Мы расскажем Как бы о не практике, единичные они. расскажем сейчас. Может быть, мы предоставим слово, много времени уже проходит, все уже устают. Давайте предоставим слово следующему выступающему. Спасибо большое. Да, если вы не против, потому что мы сейчас о практике прокурорского надзора тоже расскажем, и по предоставлению путевок и так далее. Да, у нас следующий выступающий, тоже вопрос достаточно всех, ну, я имею в виду, к сожалению, касается часто. Это обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов. Соловьева Марина Александровна, еще раз представляю, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые
мамы детей-инвалидов. Добрый день, уважаемые участники правового часа. В первую очередь мне бы хотелось остановиться на 3 документах, которые регламентируют деятельность нашего отдела по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. Это постановление правительства Российской Федерации от 2008 года номер 240 о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Далее, будьте добры, это административный регламент от 23 сентября 2014 года номер 657 о предоставлении нашей услуги государственной. И далее следующий слайд – это приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации номер 57 об утверждении порядка выплаты компенсации. Теперь я коротко остановлюсь, а затем уже отвечу на ваши вопросы на некоторых моментах, которые вызывают вопросы при приеме в региональном отделении Фонда социального страхования. Следующий слайд, будьте добры. Порядок обеспечения техническими средствами реабилитации. Когда вы обращаетесь в региональное, все правильно, когда вы обращаетесь в региональное отделение фонда, вы подаете заявление. Через 15 дней мы должны выдать вам уведомление о постановке на учет. На сегодняшний день, когда вы обращаетесь, мы сразу вам на руки выдаем уведомление о постановке на учет. Далее, я специально подчеркнула жирным, значит, мысль абсолютно правильную и актуальную, потому что она часто вызывает вопросы. Мы обязаны по административному регламенту выдать вам направление, но в отобранные уполномоченным органом организации. И еще один момент. Вот Министерство здравоохранения и социального развития сейчас вышли уже, но как раз детский отдел на сегодняшний день, если вам необходимо, и Эльвира Николаевна не остановилась, если вам необходимо ребенку выехать к месту лечения, то Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики выдает вам талон номер 2 и направление. С этими 2 документами вы обращаетесь как раз к Эльвире Николаевне, и она вам выдает бесплатный талон на проезд. Или на железнодорожный транспорт, или на автомобильный транспорт, в зависимости от места, где ваш ребеночек будет лечиться. Мы выдаем талон на бесплатный проезд к месту протезирования. Это касается в первую очередь глазное протезирование или сложное протезирование в Москве и Санкт-Петербурге. Глазное протезирование у нас проводится в Москве. Это тоже безденежный талон, только выдает наш отдел. Все бесплатно для мамы и для ребеночка. Если не мама сопровождает, а другое лицо, значит для сопровождающего лица. Потому что очень много вопросов поступает на сегодняшний день. И я вот хочу обязательно это подчеркнуть. Если вас отправляют на лечение, то вы талон номер 2 и направление спрашиваете в Министерстве здравоохранения. Потому что вот за эти полгода, которые мы работаем, столкнулась со следующим фактом. Некоторые родители за свой счет возили детей и не знали. А вот в Москве или в Питере, когда уже были на лечении, от других родителей из других регионов узнали, что оказывается, они-то и не должны были деньги своего семейного бюджета тратить. Вот, поэтому обратите на это особое внимание и уже будьте более настойчивы. По получению вот этих 2 документов у нас вопросов нет. В этот же день отдел Эльвиры Николаевны выдает вам все вот эти вот талоны. Туда, куда вам необходимо, потому что очень много вот было, особенно в первое время, обращений, непонимания. Следующий, будьте добры. Порядок приема документов на компенсацию. На сегодняшний день, значит, первый момент, который мы сталкиваемся с родителями детей-инвалидов в практике. 2 спорных момента, когда вы сдаете заявление на компенсацию и предоставляете документы. Особенно в первые 2 месяца работы регионального отделения фонда. Если вы предоставляете товарный чек, то товарный чек должен содержать в себе следующие реквизиты. Наизусть вот и вы себе выучите, и мы уже тоже выучили наизусть. Товарный чек должен иметь номер, дату, ИНН, адрес организации. Дальше, в товарном чеке должно быть прописано то наименование, которое прописано у вас в программе реабилитации. Дальше должна стоять подпись продавца, расшифровка подписи продавца. Обязательно. И должность, или фармацевт, например, да, кто-то пишет продавец-кассир.
Почему обращаю внимание на эти факты? Потому что когда покупаем детям-инвалидам ортопедическую обувь, сталкиваемся с различными, ну, будем говорить, иногда даже до смешного доходящими ситуации. В товарном чеке пишут «туфли красные» и так далее. В программе реабилитации Бюро медико-социальной экспертизы на сегодняшний день и в федеральном перечне, который утверждает технические средства реабилитации, подобных наименований нет. Поэтому убедительная просьба, когда вы идете в магазин или в салон ортопедической обуви, или в Москве, или в Петербурге многие мамы, когда детей лечат, покупают средства реабилитации, в первую очередь откройте вашу индивидуальную программу реабилитации и прям продавцу покажите. Скажите, пожалуйста, вот в товарном чеке мне запишите ровно столько, сколько написано у меня в индивидуальной программе реабилитации. Потому что очень сложно потом переделывать товарные чеки, кассовые-то только сумма ведь прописана правильно, а товарный чек должен соответствовать наименованию программы реабилитации. И ну, как бы без обид, если вы приходите на компенсацию подавать заявление, обязательно с собой приносить программу реабилитации. На сегодняшний день тоже очень много вопросов возникает, поэтому я специально сделала этот слайд, чтобы показать, что ничего нового, сверх и противозаконного мы не придумываем. Это прописано в законодательстве. Вы пришли, вы предъявили свидетельство о рождении, свой паспорт родителя, индивидуальную программу реабилитации в обязательном порядке. Далее, следующий слайд, будьте добры. Следующий вопрос, который вызывает много разночтений и разнотолков, это когда мне выплатят компенсацию. Задают особенно мамы детей-инвалидов, потому что в отличие от взрослых инвалидов, мамы детей-инвалидов покупают своим ребятишкам все сами. И в этом самая основная и самая, ну, так будем говорить, страшная ситуация, потому что вы вкладываете свои собственные деньги и, естественно, ждете их возврата. Вот специально вам указала, да, сроки. Вы подали заявление, в течение месяца мы должны принять решение. Затем решение принято, в течение 30 дней мы должны вам выплатить компенсацию. Но 60 дней, да, 2 месяца, да, это максимальный срок. Но при этом, опять же, учитывая на сегодняшний день вот эту вот ситуацию о том, вот пенсионный фонд, вы еще не ушли, да, представители пенсионного фонда выступали, действительно, имея на руках пенсию в 11 тысяч, купить ребенку сегодня ортопедическую обувь за 7 500, иногда вы идете и покупаете за 8 500, хотя знаете, что вам вернется только 6 500, поэтому убедительная просьба, когда есть такие ситуации, в принципе, всегда идем навстречу. И поэтому иногда и день в день даже проплачиваем, иногда, ну, через неделю. Вот стараемся все, что касается мам, и, ну, папа у меня есть один только ходит, в основном мамы ходят сдавать чеки на компенсацию по детям-инвалидам, стараемся, конечно, идти навстречу и помогать. Если есть факты задержки, прошу обращаться лично ко мне, мой телефон 303 919, звоните, но только вот в последнее время тоже очень... 303 919, Марина Александровна. Но только в последнее время тоже очень много жалоб. По какому вопросу? Вы звоните в середине дня, дозвониться не можете, потому что или совещание, или я веду прием инвалидов. Поэтому, если есть проблемные вопросы, 303 919. Если есть проблемные вопросы, или звоните с 8 до 10, как правило, свободный вот промежуток, или с 5 до 7 вечера. Вот тогда можно пробиться на линию, поэтому без вопросов. А так, в принципе, работаем, ну, что касается меня, с 5:30 утра и до 8:30 вечером. Поэтому, если вы звоните рано утром или поздно вечером, то однозначно вы получите ответ. Поэтому вот если вы позвонили, сказали, ну все, край, вот я сейчас последнее отдала за обутку и все, и мне вот, как говорится, хлеб купить не на что. Поэтому будем стараться максимально делать все, что от нас зависит. Единственный вариант, когда... Выключите, пожалуйста. Единственный вариант, когда у нас вот, ну, было, по-моему, 2 недели, у нас просто не было поступлений из федерального бюджета, но на сегодняшний день полностью в
полном объеме. Все средства федерального бюджета доведены до регионального отделения фонда. Поэтому, если есть необходимость, выплачиваем столько, сколько можем. А вот столько, сколько можем, по разговору, сколько положено, наш начальник правового отдела подсказывает. Дальше коротко объясню, потому что это тоже вопрос злободневный и часто вызывает слезы и расстройство и вас, и нас, потому что тяжело. Итак, смотрим. Порядок определения размера, будьте добры, следующий слайд. Порядок определения размера компенсации. К сожалению, чтобы вы понимали, на сегодняшний день мы попали в следующую нехорошую ситуацию. Вот Эльвира Николаевна несколько раз подчеркнула. Мы начали работать с 1 января 2015 года. Своих исполненных государственных контрактов, на какие цены мы могли бы ориентироваться, у нас нет. Поэтому мы руководствуемся 57-м приказом, который я вам уже дала, да, его. Он говорит о чем? Специально жирным выделила. Посмотрите. Значит, первая мысль. Мы не можем оплатить больше стоимости, да, за техническое средство реабилитации по той цене, по которой было оно закуплено. Следующий слайд, будьте добры. Далее. Размер компенсации определяется по времени осуществления закупки. А последняя закупка должна быть и завершенная закупка. Что это значит? Простым языком объясню. То есть значит, портал закупки. Да? Мы заходим на этот официальный портал и ищем на этом официальном портале последний государственный контракт, исполненный без претензий по данному средству реабилитации. Следующая мысль, будьте добры, следующий слайд. На сегодняшний день мы работаем по контрактам, по ценам контрактов, которые заключены на территории Приволжского федерального округа. Поэтому кто из вас приходил спрашивать, почему мне оплатили столько-то рублей, почему мне заплатили столько-то рублей, да? Как правило, мы вам показывали расчет, который состоит из двух столбцов. Первый столбец – это та стоимость, которую вы приобрели, а следующий столбец прямо указан, предположим, государственное учреждение, региональное отделение фонда по Республике Мордовия. Стоимость детских подгузников 10 рублей 45 копеек за размер 11-25 килограмм. То есть за штуку мы можем заплатить 10 рублей 45 килограмм. Это последний исполненный контракт. Если вы приобрели детские подгузники за 9,50 штука, мы вам оплачиваем полностью 100%. Потому что цена, понимаете, да? То есть вы ничего вообще не проигрываете, сколько вы приобрели, столько мы вам и заплатили. Но если вы приобрели подгузник за 15 рублей, мы вам оплачиваем за штуку 10 рублей 45 копеек. Не потому, что мы хотим этого или не хотим, потому что вот такие рамки нормативного законодательства, которые сегодня мы тоже обязаны выполнять. Но скоро, вот уже заканчивается сейчас первое полугодие, у нас будут свои исполненные контракты, и полностью все цены по исполненным нашим контрактам регионального отделения фонда будут вывешены и на сайте. И управляющая нашим региональным отделением Галина Григорьевна Николаевна не раз говорила, мы и в газете их опубликуем. И до конца года они уже меняться не будут. Вы будете на них ориентироваться, и вы будете спокойно, вы точно и четко будете знать, сколько стоит какое средство реабилитации. На сегодняшний день, каждый день цены разные. Вот это важно, очень важно. Поэтому мы выступали, еще у нас круглый стол был с мамами только детей ДЦП, да, с благотворительным фондом «Али». Я предупреждала, пожалуйста, не идите в магазин до того, как не созвонились с нашим отделом. Умоляю вас, пожалуйста. Потому что вы приходите в магазин, покупаете вещь, она стоит в 2 раза дороже. Вы теряете свои собственные деньги, и, естественно, они не восполняются, это ваш бюджет. Это лишние фрукты и овощи вашему ребенку. Поэтому вот это убедительная моя просьба. Если я смогла объяснить порядок обеспечения вот как бы с точки зрения выплаты компенсации, сейчас вы вопросы свои зададите. И, в принципе, следующий слайд, будьте добры. На сегодняшний день, вот прямо по состоянию на 26 июня, у нас в базу данных введено 31 208 заявок, в том числе от детей-инвалидов 4684 заявки.
Если, следующий слайд, будьте добры, если говорить о количестве выданных технических средств реабилитации, то на сегодняшний день это 1 770 888 изделий. Это вот по состоянию на 26 июня 2000... Сегодня какой? Июнь? Это там на 19, да. Значит, 2015 года. В том числе вы видите самое большое количество штук изделий – это абсорбирующее белье. И следующий слайд, будьте добры, это информация о суммах выплаченной компенсации. Вот это уже по состоянию на 26 июня информация. На сегодняшний день расходы на компенсацию инвалидам по региональному делению фонда, выплаченные инвалидам, составили 7 миллионов 264 тысячи рублей. В том числе детям-инвалидам мы выплатили 1 миллион 193 тысячи. Вот такие вот цифры. Если есть какие вопросы, я сразу под запись буду брать. Пожалуйста, готовы. Если не смогу ответить сразу, то запишу ваши данные и обязательно перезвоню, сообщу на то, что не смогу ответить. Да, пожалуйста. Микрофон. Угу. Только если можно, поскольку я все равно буду проверять по базе данных, если можно, фамилия, имя, отчество, хотя бы. Так, Ильин Алексей Вячеславович, у меня вопрос вот такого характера. Смотрите, у нас, вы говорите, прежде чем обращаться в магазин, лучше позвонить к вам. А где можно будет узнать список тех предприятий, которые занимаются вот техническими средствами реабилитации, да? Ну, возьмите вот магазин «Медтехника». А где вообще полный список можно по городу посмотреть? Потому что у нас, по-моему, только «Медтехника», что ли, занимается? Или какие-то еще другие предприятия, которые... Разрешите, я уточню. Можно вам вопрос задать? Да. Алексей Вячеславович, да? Да. Алексей Вячеславович, вопрос. Какие конкретно технические средства реабилитации? Если слуховые аппараты, я вам... Костыли. Все понятно. Значит, костыли на сегодняшний день медтехника, далее аптечная сеть. Вот сейчас не вспомню, запишу ваш телефон, скажу, которая как раз у нас выиграла Нижний Новгород, поставка костылей, выиграла государственный контракт, у нас здесь есть филиалы. И костыли, на удивление, вы сегодня можете приобрести в простой аптеке. В медтехнике на сегодняшний день самые дорогие цены. К сожалению, на костыли. Еще костыли в протезно-ортопедическом предприятии нашем есть у Ефиркина. Ясно. А модельный ряд костылей, вот, допустим, меня только устраивают вот такие. Я вижу вот. с подлокотниками, да. Да. А где вот их побольше выбор имеется в виду? Хорошо, давайте сделаем следующим образом. Я для вас сделаю интернет-подборку и отправлю вам на электронный адрес. У вас телефон в нашей базе есть, я вам позвоню, вы мне продиктуете электронный адрес. Хорошо. Вот. И уже даже можно связать вас с фирмами. Вот с этой вот аптечной сетью, я, насколько понимаю, у них очень широкий выбор. И еще у нас есть победитель государственного контракта, который поставляет нам Владимирский завод ООО «Реабилитационное оборудование». Они сами изготавливают, получается, вот продукцию для инвалидов. Поэтому они по вашему специальному заказу могут изготовить именно то, что вам необходимо. И прислать. У них представитель здесь есть. Ну, а цена вопроса? Цены ниже, чем на сегодняшний день в аптечной сети города Чебоксары. Однозначно. Ясно, спасибо. Договорились, Алексей Вячеславович? Да. Вопросы, пожалуйста, еще. Слушаю. Тоже, если можно, мама, но только фамилия, имя ребенка. В базе у меня ребенок вбит. Хорошо? Исянова Ирина Андреевна. Когда у нас будут инвалидные коляски? Это, а вас как зовут? Инна Ревовна. Инна Ревовна. Вы мама. Инвалидные коляски какие? Инвалидные коляски у нас сегодня по федеральному перечню есть кресло-коляска для детей, ДЦП прогулочная. Что записано у вас в программе реабилитации? Есть кресло-коляска комнатная, есть кресло-коляска прогулочная с откидной спинкой, с рычажным управлением, с электроприводом. Секунду. Конкретное наименование технического средства реабилитации, чтобы я смогла ответить и не обмануть вас. Исянова, да? Да, Исянова. Сейчас, секунду. Где она пишет?
Кресло-коляска с ручным приводом базовое прогулочное, кресло-коляска с ручным приводом базовое комнатное. То есть у вас простая кресло-коляска. Кресло-коляски сегодня, вот в 2 часа у нас была аукционная комиссия, сегодня состоялся аукцион. Первая часть была рассмотрение заявок по приобретению кресла-колясок комнатных и прогулочных. Значит, вторая часть будет рассмотрена 29 июня. В течение 10 дней заключения государственного контракта, 29 плюс 10, сколько? Где-то 10 июля будет заключен государственный контракт. Все, сразу начнется поставка, да. Даже до того еще контракт, до заключения, они коляски, как правило, поставляют. Но я пока не знаю, какая фирма выиграет. На сегодняшний день, по-моему, даже 3 заявки было. Вот я поэтому говорю, что... Пожалуйста, следующий вопрос. То есть 10 июля вы, пожалуйста, прозвоните на мой телефон, хорошо? Чтобы я вас уже проинформировала. Да, еще вопрос. Вопрос тоже. Я сегодня у вас была. По поводу обуви на аппараты. Все еще как-то никак не заключен договор или как у вас там никто не выиграл тендер? Обувь на аппарат без проблем. Направление Сегодня я у вас была. Еще раз, завтра подойдете, направление в протезно-ортопедическое предприятие у вас будет. Может быть, контракт не заключен, но вы сходите с ребеночком, сделаете мерки, они уже начнут изготовление, а к этому времени уже и пройдут процедуры. Потому что по протезно-ортопедическому предприятию вопросов в этом году нет. Даже больше скажу, на сегодняшний день 2 государственных контракта по ортопедической обуви, по взрослой и по детской, частично готовятся к расторжению. Поэтому вопросов нет. Обувь на аппарат изготовим, проблем нет. Договорились? Слушаю вас. У меня тоже такой вопрос. Фамилия ребеночка, будьте добры. Леонтьев Никита Дмитриевич. Простите. Вот так слышно. Леонтьев Никита Дмитриевич. Так, а я бабушка Николаева Татьяна Геннадьевна. Не надо, потому что я найду. Вот мы коляску в прошлом году получили в Чебоксарском районе. Но она у нас, как комнатную нам дали, вы понимаете, для взрослого человека. У меня ребенок ДЦП. Он на нем сидеть не может. Вы понимаете, коляска такая большая, высокая. Я ее поставила в зал и не могу пройти на кухню, потому что дверь поцарапала. У меня теперь такой вопрос. Я могу к вам приехать, посмотреть, который нам нужно поменьше, чтобы мы по комнате ходили, и поменять эту коляску на новую? Вот мы ее в прошлом году, Чебоксарский район нам выделил от того, что они сдавали, видно. Памперсов с прошлого года 4 месяца не получили, нынче 6 месяцев не получили. И как вы думаете нам жить? Правильно. Так, а в программе реабилитации у вас не прописано кресло-коляска прогулочная? Нет, кресло-коляска комнатная, потому что с 3-го этажа мы не можем выехать. Вообще? Эти коляски, коляску мы получили в прошлом году, вы понимаете, я ее 4 человека поднимала. Так, а все-таки, если ребенок ДЦП, ну, я почему говорю, я не представитель Бюро медико-социальной экспертизы, обычно они классифицированно отвечают на эти вопросы. Все дети ДЦП, у которых есть программа реабилитации, выписано кресло-коляска для детей ДЦП прогулочная. Вот на сегодняшний день мы их как раз уже закупили, 46 и 30, 76 штук. Коляски, ну, просто вот восхитительные, я вам скажу. С фиксаторами, с головодержателем, с откидными и ручками, и колесами удобными. И вы с ней, послушайте до конца меня, послушайте до конца, и вы с ней можете пользоваться и дома, и на улице. Мой вам совет. Обратитесь, значит, ну, там процедура какая, вот Минздрав еще не ушел, да, там процедура какая? Вам надо обратиться в поликлинику по месту жительства, к лечащему врачу. Она вам выпишет справочку для прохождения Бюро медико-социальной экспертизы. Еще раз. Зато сейчас бюро работает очень быстро. Вот буквально мужчина позавчера к нам приходил, я вот просто хочу показать, что они работают очень быстро. Позавчера приходил, жаловался на техническое средство реабилитации. Ну, не устраивало его калоприемники, немножко такое специализированное средство реабилитации, да? За 2 дня ему сделали новую программу реабилитации. Они работают очень быстро. И тогда, если вам выписывают, у нас кресло-коляски для детей ДЦП прогулочные еще будут.
очень хорошего качества, и вот они универсальные. Я вот просто вам рекомендую, потому что с теми мамами детей ДЦП, с кем я общалась, все очень довольны. А что мне теперь с этой коляской делать? Мне С её этой дать? коляской, к сожалению, два совета. Первый совет, вот уже здесь я упоминала, благотворительный фонд «Али», да, который аккумулирует вокруг себя мам, бабушек, неважно, родственников, детей, страдающих ДЦП. У них есть своеобразная как бы команда. Вы можете, если вам не нужно, когда вы получите другую коляску, вы можете просто-напросто эту коляску отдать кому-то из детей-инвалидов, она понадобится. Вот такой обменный фонд они создают и между собой сейчас обмениваются. Но мы вам, к сожалению, поменять ее не можем. И беда, знаете, в чем? И беда еще в чем? Беда в том, что срок пользования кресло-коляской комнатной составляет не менее 6 лет. Если вы получили в 2014 году, до 2020 года вы не сможете больше воспользоваться услугой по предоставлению кресла-коляски комнатной. Поэтому послушайте моего совета. Выпишите себе кресло-коляску прогулочную, и вы будете пользоваться ей и дома, и на улице, и будете довольны. А насчет памперсов как теперь? Контракт уже тоже состоялась процедура. На следующей неделе будет уже завоз. За все полугодие, за 6 месяцев полностью, в полном объеме получите все подгузники Да, детские. вот в марте приезжали они к нам, нас, говорит, сказали, включили. Пеленки дали за 3 месяца, а говорят... В полном объеме. Они говорят еще, потому что размер не ваш, потому что я говорю, ну правильно размер. А у вас какой размер программы Здесь реабилитации? нам пишут 8,18, а у нас уже 8,25. Уже 30, даже ребенок уже 13 лет. Тем более вам еще надо менять размер подгузников. А что ж никогда не говорили, нам мы сидим, Вот ждем. заодно вы поменяйте и пишите сразу не 11:25, опять же мой вам совет, а пишите 15:30. Хорошо. Чтобы у вас я фора могу была. без него ехать? В принципе, к врачу вы идете своему лечащему в больницу, да, она может приехать на дом. Это же есть вызов врача на дом. Он действует по всей республике, в Чебоксарском районе, неважно, Маргаушском. Она приходит, обмеряет ребеночка и в карточке делает запись, что на сегодня ребеночек нуждается вот в таком-то объеме подгузников в связи с объемом талии и бедер. С этой карточкой затем вы идете к председателю врачебной комиссии, да, и они уже выдают вам справочку. Со справочкой в бюро медико-социальной экспертизы на Калинина 112. Ну все, большое спасибо. Всё. Потому что вы не меняете основательно, кардинально программу реабилитации. Если надо, опять же, пожалуйста, тоже запомните, бюро медико-социальной экспертизы выезжает на дом по вашему заявлению. И если ребеночек тяжелый, вам тяжело его довести, выезжают на дом. Еще один нюанс есть, но вам сейчас быстрее надо, конечно. Еще один нюанс. Вот последний пример у нас с города Шумерли. Ребеночек лежал как раз на восстановительной терапии вот в центрах Минздравсоцразвития Чувашии. Когда он находился на лечении этом восстановительном, за этот период они и прошли медико-социальную экспертизу. Врачи же здесь находятся, комиссия здесь находится. Они приехали, ребеночка посмотрели. Поэтому вот этот вариант вы тоже не исключайте, чтобы вам на себе ребеночка не таскать взад-вперед. Да. Вот, пожалуйста, вы можете оформить. И эта услуга есть, и бюро медико-социальной экспертизы об этом говорит. Еще конкретные вопросы. Пожалуйста, я записала. И тогда сейчас получается, что Никите Дмитриевичу нужны подгузники 11:25 или 15:30, правильно? Угу. Еще вопросы, пожалуйста, по техническим средствам реабилитации. Ну, если вопросов нет, то сейчас у нас просто еще один выступающий остался. Спасибо большое, Марина Александровна, за столь доступное действительно разъяснение и то, что подготовились хорошо, так и слайды показали. Спасибо большое за выступление ваше. Вот. У нас осталось выступление представителя прокуратуры Чувашской Республики Савельева Алина Борисовна, еще раз старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних молодежи прокуратуры Чувашской Республики. Она расскажет вам о практике прокурорского надзора с соблюдением прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Я уже говорил, что нами проводилась проверка сейчас в мае вот этих вопросов. И вот, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники, коллеги, родители, другие приглашенные. Но на родителей и других законных представителей лежит огромная ответственность за воспитание, образование, содержание детей. Но на родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, конечно,
То есть у родителей с ограниченными возможностями здоровья, конечно, груз ответственности намного больше, поскольку эти дети у нас нуждаются в постоянной защите и поддержке. Но, как уже отметили предыдущие выступающие, государством у нас предусмотрено множество льгот и гарантий для детей-инвалидов и для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие выступающие отметили гарантии в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения. Но также хотела бы указать, что есть у нас еще и льготы в сфере жилищного обеспечения. Предусмотрено множество льгот трудовым законодательством для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Например, Трудовым кодексом предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком, это 4 дня в месяц, сокращенный рабочий график, право на досрочное назначение трудовой пенсии. Работников, имеющих детей-инвалидов, разрешается направлять служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе в ночное время, выходные, праздничные дни только с их письменного согласия. А также у нас предусмотрены и налоговые льготы. На сегодняшний день, то есть по состоянию на начало текущего года в республике насчитывается около 5000 детей-инвалидов, то есть 4822 ребенка-инвалида. Это составляет 2% от общего количества детского населения. По поводу льгот. Все льготы, они у нас как бы не в одном нормативно-правовом акте предусмотрены, все они раскиданы, как бы разбросаны в различных кодексах, федеральных законах, региональных законах, других подзаконных нормативно-правовых актах. Органами прокуратуры Чувашской Республики регулярно, то есть систематически мы проводим проверки соблюдения законодательства о социальной защите детей-инвалидов. Проверки показывают, что, к сожалению, на местах допускаются нарушения прав детей-инвалидов и в сфере образования, в сфере лекарственного обеспечения, в сфере жилищного обеспечения, в сфере пенсионного. Вот коротко хотелось бы на них остановиться. Не всегда должным образом соблюдаются требования законодательства в сфере лечения и реабилитации детей-инвалидов. В бюджете, к сожалению, в достаточном объеме не предусматриваются денежные средства на обеспечение лекарственными препаратами детей-инвалидов, в том числе страдающих редкими орфанными заболеваниями. И по этой причине дети-инвалиды не всегда могут своевременно получить жизненно необходимые лекарственные препараты. А также имеют место факты некачественной работы отдельных работников медицинских учреждений. Например, прокуратура Ебресинского района в деятельности Ебресинской районной центральной районной больницы в ходе проведенной с привлечением специалистов контролирующих органов проверки были установлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания и обеспечения лекарственными препаратами одного ребенка-инвалида. Врачом-педиатром данной организации не были выписаны бесплатные рецепты установленной формы на назначенные ребенку по жизненным показаниям препараты и не использована возможность организации отсроченного обслуживания рецептов, прикрепленной аптечной организации. Кроме того, для лечения ребенка-инвалида в условиях стационара не были организованы закупки необходимых лекарственных препаратов, и в этой связи по договоренности ребенка-инвалида был направлен в учреждение здравоохранения города Чебоксары. По представлению прокурора района нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности. Имеют место факты несвоевременного обеспечения детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, техническими средствами реабилитации и возмещения компенсаций за его приобретение. В данном случае прокурорами у нас активно используется возможность защиты прав детей-инвалидов путем направления в суд исковых заявлений в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. К примеру, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации один ребенок, проживающий в Козловском районе, подлежал обеспечению техническим средством реабилитации в виде слухового аппарата в количестве 2 штук. В этой связи законные представители в 2014 году обратились в Козловский центр социального обслуживания с заявлением о предоставлении ребенку слухового аппарата. Но обращение осталось без удовлетворения. В дальнейшем в целях того, чтобы ребенок мог получить начальное образование, родители самостоятельно закупили данный слуховой аппарат. После этого они обратились в Центр социального обслуживания, чтобы им возместили понесенные расходы. По данному факту
То есть в целях возмещения понесенных расходов прокурор Козловского района обратился в суд с исковым заявлением, и принято решение о взыскании суммы свыше 600 тысяч рублей. Но это не единственный случай, а также прокурорами направлялись исковые заявления в интересах детей-инвалидов, которые длительное время не получали другие технические средства реабилитации, тут кресла, коляски, подгузники, то есть все они рассмотрены и удовлетворены. То есть если хотелось бы здесь обратить внимание, если в индивидуальной программе реабилитации указано, что ребенку положено кресла, коляски, подгузники, либо другие технические средства реабилитации, и ребенок не получает их, то в данном случае вы можете смело обратиться в органы прокуратуры республики. То есть примем меры прокурорского реагирования. Как же дела обстоят с пенсиями? По вопросам назначения социальных пенсий обычно проблем не возникает, задолженности здесь нет, уже отметили об этом предыдущие выступающие. Фактов незаконного отказа, приостановления выплате социальной пенсии также в ходе проверки не установлено. Но в то же время имеют место факты неназначения социальной пенсии ввиду необращения органа пенсионного фонда нерадивых родителей, то есть которые злоупотребляют спиртными напитками, такие факты имеются. В ходе проверки Канашской межрайонной прокуратуры был установлен факт присвоения опекуном денежных средств, которые выплачивались ребенку-инвалиду в качестве социальной пенсии. То есть опекун, обратившись в органы опеки и получив предварительное разрешение на снятие денежных средств на цели, то есть на воспитание, образование, содержание этого ребенка-инвалида, обратил их в свою пользу, то есть потратил на свои нужды. И в этой связи Канашской межрайонной прокуратурой материалы проверки были направлены в органы полиции, и 14 июня текущего года в отношении опекуна по факту присвоения денег возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. В сфере образования тоже представитель Министерства образования Вячеслав Олегович Бычков отметил, что в последнее время государством многое делается для того, чтобы дети-инвалиды и другие дети с ограниченными возможностями здоровья могли получить образование, то есть если состояние здоровья позволяет, в обычных образовательных организациях. Да, для этого школы, детские сады, другие учреждения образования, то есть организации среднего профессионального образования, высшие, постепенно адаптируются, то есть устанавливаются поручни, пандусы, средства ориентации инвалидов по зрению, слуху, оборудованная зона оказания услуг, оборудуются санитарно-гигиенические помещения и другое оборудование. То есть вопросов, конечно, много возникает на практике. Сами прекрасно понимаете, все упирается у нас в финансы, но тем не менее вот выделяются. С 2014 года, как уже отметили, реализуется у нас республиканская программа «Доступная среда». То есть она рассчитана до 20 лет, до 2020 года. То есть каждый год будет определяться перечень вот этих организаций образования, культуры, спорта. Вот, постепенно будут оборудоваться. На практике также выявлялись нарушения в сфере образования при получении детьми-инвалидами. Например, установлены факты отсутствия учебных планов, образовательных программ, расписаний для детей-инвалидов, которые обучались на дому. Кроме того, вот в Вянтикском районе был выявлен такой факт. Ребенок по организационно-распределительным документам обучался на дому, подлежал обучению на дому, но фактически он посещал образовательную организацию, а директор школы за обучение получал заработную плату. В отношении директора было возбуждено уголовное дело, и директор осужден, привлечен к уголовной ответственности за неправомерные действия. А вот в текущем году у нас выявлены факты необеспечения психолого-педагогической поддержки при получении образования детьми в Ядринском районе, то есть в одном детском саду комбинированного вида, где обучались и обучаются и дети-инвалиды. В том числе заведующая детским садом в качестве педагога-психолога на полставки по совместительству приняла специалиста отдела образования молодежной политики администрации Ядринского района, которая по основному месту работы должна была находиться с 8 до 17 часов. И последнее вместо положенных 4 часов в детском саду работала всего 1 час во время обеденного перерыва, а заработную плату получала за все 4 часа.
по инициативе прокуратуры Ядринского района в отношении заведующей детским садом и специалиста отдела образования органами следствия по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, находится на стадии расследования. Также у нас имеют место нарушения жилищных прав детей-инвалидов. Ну, конечно, здесь в основном они связаны из-за недостаточности свободного жилищного фонда. Те, которые у нас стали на учет до 2005 года, получают сертификаты, которые позже, то есть в соответствии с новым жилищным кодексом, подлежат обеспечению во внеочередном порядке. По обращениям законных представителей в интересах таких детей-инвалидов мы в суды направляем исковые заявления, которые при наличии оснований удовлетворяются, и семьи, имеющие детей-инвалидов, получают жилые помещения. Здесь вот возникает вопрос, многие думают, что факт наличия ребенка-инвалида дает право на неочередное жилое помещение. Здесь надо учитывать, что должна быть совокупность определенных обстоятельств. Это первое, наличие статуса малоимущего. Во-вторых, невозможность совместного проживания с лицом, страдающим хроническим заболеванием в одной квартире. Третье, проживание в квартире нескольких семей, то есть коммунальный характер должен быть. И отсутствие иного жилого помещения, занимаемого по договору социальному или принадлежащего на праве собственности. То есть сам по себе факт наличия заболеваний при отсутствии вот этих перечисленных обстоятельств не дает права на очередное получение жилья. Ну, также были, конечно, выявлены другие нарушения. Вот, это касается доступности организации образования, здравоохранения, культуры, спорта. Я уж на них не буду останавливаться, уже говорили об этом. Тоже по таким фактам мы направляем в суд исковые заявления, тоже нарушения устраняются. Всего по результатам проведенных проверок исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов за 14 истекший период текущего года выявлено более 350 нарушений. В целях их устранения внесено свыше 100 представлений, принесено около 10 протестов, в суды направлено свыше 100 исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела. Также хотелось бы отметить, что по всем волнующим вас вопросам, в том числе и по социальной поддержке детей-инвалидов, и по другим вопросам, вы всегда можете обращаться в органы прокуратуры республики в письменном виде, либо в устной форме, то есть в рабочее время с 9 до 18 часов, кроме обеденного перерыва, каждый день в прокуратуре республики осуществляется прием граждан. Также можете письменно написать, либо по электронной почте отправить, либо по почте. Спасибо. Есть вопросы к Алине Борисовне? Ну, к Алине Борисовне надо уже с жалобами обращаться, не с вопросами, да? Так что вопросы и возможность обратиться всегда есть. Если вот написано, как я уже отметила, в индивидуальной программе реабилитации, если вам положено, путевка на санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации, если их вы не получаете, и вам отказывают соответствующие органы, сейчас вот полномочия были переданы в фонд социального страхования, вы всегда можете к нам обратиться. Проверим ваши доводы, при нарушениях примем меры прокурорского реагирования. Карла Маркса, 48. Да. Можете сами непосредственно подойти, можете по почте отправить. Да, и просто, чтобы вы все знали, что прокурор может обращаться в суд в интересах определенных категорий граждан абсолютно безвозмездно, а это именно те граждане, которые по состоянию здоровья, возрасту, либо по иным причинам не могут сами защищать свои права. Дети-инвалиды, конечно, и инвалиды сами тоже к этому относятся, поэтому мы в суды обращаемся по любым вопросам защиты прав указанной категории граждан. Поэтому имейте в виду, вам не нужен, в принципе, вам не нужен для этого платить адвокату, например, да, нанимать кого-то там, юриста, в юридическую фирму обращаться. Прокурор может ваши права полностью защитить в этом плане. Абсолютно безвозмездно. И сам же собрать материалы необходимые для обращения в суд, сам же в суде участвовать, поддерживать ваши интересы, сам же обжаловать судебное решение в том случае, если оно не совсем законное или необоснованное. Поэтому такие полномочия мы достаточно широко используем, поэтому имейте в виду.
Ну, для этого обязательно должно быть как бы от вас письменное Да, заявление. от вас должно быть Без письменное заявление. вашего заявления мы не можем Минский суд направлять. И вот еще одно хотела отметить. В соответствии с федеральным законом об оказании юридической помощи вы имеете право, то есть семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на бесплатную юридическую помощь. То есть есть адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь категории граждан, вот инвалиды, насколько я знаю, первой и второй групп, третьей группы там, кстати, нету. Первая и вторая группы по закону о бесплатной юридической помощи имеют право на бесплатную помощь от адвоката в том числе, который входит в систему государственной бесплатной юридической помощи. Да, слушаю вас. Да, хороший вопрос. Михаил Александрович, наверное, ответит сейчас. Да. Значит, действительно, у нас есть, вы знаете, федеральный закон о бесплатной юридической помощи, и у нас закон Чувашской республики есть о бесплатной юридической помощи, поэтому действительно граждане такой вопрос задают, и поэтому мы подготовили такой вот сборник, как раз можно будет сейчас получить, как раз я очень прошу, вот, потому что здесь все равно дается вам как бы помощь, такой справочник. Я думаю, как раз здесь вопросы есть и по бесплатной юридической помощи, куда можно обратиться. Конечно, информация есть и на сайте Министерства юстиции Республики, Управления Минюста, есть на сайте адвокатской палаты, где как раз есть список, перечень тех адвокатов, которые имеют право оказывать такую бесплатную юридическую помощь. И часто действительно граждане обращаются, поэтому можно будет к нам обращаться. Вот, мы тоже оказываем бесплатную юридическую помощь, я рассказывал. И здесь как раз можно будет всегда перед глазами вот эта брошюра, здесь как раз прописано, в каких случаях, по каким вопросам, куда же идти, на какой сайт, по каким телефонам позвонить. Поэтому мы будем стараться и дальше, чтобы вот такие вот у вас информационные такие материалы у вас всегда были вот под рукой. Правильно ведь? И мы сегодня, наверное, будем завершать, да, коллеги, потому что мы сегодня действительно плотно работаем. И я просто уже как общественник хотел спросить, вот у граждан, вот все-таки мероприятия полезные для вас, вот как вы считаете? Полезно. Мы будем практиковать, потому что действительно мы проводим, конечно, немножко, видите, по времени это занимает достаточно, может, больше времени, но зато вот где-то находит ответ на свои вопросы. Ну, слишком много вопросов, потому что Да. мы не могли просто обратить внимание. Да, конечно. То есть от момента обращения до представления интересов в суде плюс до вынесения решения. Да, я так понимаю? Совершенно верно. Значит, конечно, нужно будет представить документ соответствующий по закону, перечень документов там есть, нужно справки предоставить. Соответственно, начиная от консультаций до, соответственно, значит, до сопровождения представителей судей. Ясно. Вот, поэтому эту брошюру, пожалуйста, возьмите вот сегодня с собой. Вот, сегодня мы дадим вам. Ладно? Да, пожалуйста. Да. У нас было полезное собрание, вот беседу пока еще не знаем, я вот у вас первый раз. Можно на следующий правовой час пригласить все-таки представителей Министерства транспорта и Министерства транспорта, да. Спасибо большое. Действительно, мы это предложение учтем. Да. Хорошо. Давайте мы проведем, ваше предложение принимается, давайте мы проведем, опять же, правовой час не только по детям-инвалидам, а вообще по инвалидам в целом, потому что это касается не только детей ведь. Вот. И на это мероприятие пригласим, конечно же, представителей тех ведомств, о которых вы сейчас сказали. Но проведем во втором полугодии. И информацию об этом вы знаете, где можно узнать, да, я вам говорил. И, ну, кратко, просто бесплатная юридическая помощь, списки адвокатов у нас размещены на сайте Министерства юстиции Чувашской Республики и на сайте Адвокатской палаты Чувашской Республики. Вы в интернете можете найти и посмотреть, там и фамилия, имя, отчество адвоката, даже сотовые телефоны есть. Пожалуйста. То всегда можно идти У будет. меня вопрос такой. Вы сказали, что Министерство строительства приглашали, и я так понял, что неоднократно, и оно ни разу не пришло. Был момент, это в 2012 или 2013 году, да, мы приглашали. Нет, мы это не говорю, что ни разу. Я сказал, что был момент, когда мы приглашали, не пришли. Вот. Но дело в том, что мы не имеем права требовать, чтобы они пришли. То есть мы их просим прийти, а они не пришли. Ну, больше ничего мы не можем сделать. Ну, не пришли. Но мы не писали никаких писем в председателю Кабинета министров. Мы писали письмо на имя руководителя министерства. Но вот, к сожалению, так получилось. Один раз было такое, что не пришли.
А в прошлый раз, по-моему, были, да? Да, были. Просто меня самого не было. Один раз были, начальник отдела там один раз был. В году, в декабре мы Да, проводили, опять же, правовой час по вопросам социальной защиты инвалидов. Меня просто самого не было, Михаил Александрович говорит, был. Мы совместно проводили как раз общество инвалидов, вот как раз у нас Кузьминых было здесь, и начальник отдела транспорта был, тоже вопрос поднимали, мы этот вопрос рассматривали. Вот, но, Отдел видимо, транспорта, да, а вот отдел, который осуществляет строительный надзор, был? Контроль, строительный контроль. Вот как раз вот к этому вопросу, вот к этому специалисту у меня вот всегда вопрос возникает. Вот в прошлый раз мы не приглашали, не было. Вот сейчас вот тоже, видимо, его не было в 2014 году в декабре. Вот мы пригласим еще раз. В этом году, я думаю, мы проведем, ваши пожелания учтем, и во втором полугодии мы проведем, опять же, правовой час по вопросам социальной защиты в целом инвалидов, не только детей-инвалидов, а в целом инвалидов. Ваши пожелания будут учтены. Спасибо. Я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, что мы в рабочем порядке просто заранее с ними договоримся, что они все-таки придут. Ну, давайте поблагодарим. Все-таки у нас сегодня очень активно участвовали все-таки и представители прокуратуры, Управления пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Министерства образования, Министерства здравоохранения. Давайте поблагодарим. Можно поаплодировать им все-таки. Да. Поэтому действительно большое спасибо всем. Наверное, будем завершать, да? Потому что и консультации у нас все равно мы здесь. Если что, и кто-то вопросы оставил какие-то у себя, может всегда нам прийти, записаться, потому что здесь у нас база конституционных пунктов есть Ассоциация юристов России. Всегда можете здесь получить консультацию по различным вопросам, по регистрации недвижимости, земельным, жилищным, социальным. То есть по графику там можно записаться. Хорошо? Спасибо большое еще раз. Спасибо и до новых встреч. Здоровья Встреч. Вам. Здоровья. Получше. Самое главное здоровье. И брошюру можно, вот граждане. Спасибо, что пришли. Я вам выступление Алены Борисовны вам сбросил уже по электронке сейчас. Да, есть момент. Спасибо, что пришли. Да нет, нормально. Я ваше выступление уже ему сбросил в Песнер Чуваши. Главный редактор. Да, главный редактор Песнер Чуваши газеты. Петров Владимир Иванович, да. Очень хорошая газета. До свидания, всего доброго. Нет, очень вам большое спасибо. Завтра